расійскай вайсковай базы. Я нагадаю, што першымі палітыкамі, якія звярнуліся з заклікам выступіць супраць размяшчэння расійскай вайсковай базы ў Беларусі, былі Мікалай Статкевіч, Уладзімір Некляеў і Анатоль Лябедзька. Пазней да іх далучыліся іншыя палітычныя рухі. І вось Уладзімір Некляеў быў адзін з першых, хто прыйшоў зараз на плошчу, і мы паспрабуем зараз спытаць яго, якія планы на сённяшнюю акцыю. Правда, свобода ў прамым эфіры. Скажите, калі ласка, якія планы на сённяшні день? Вот на сённяшні день мы збираем людей, якія готовы адстойваць нашу дзяржаўнасць, нашу незалежнасць. Вось, напрыклад, Миколайчик, да? Миколайчик. А что вы зараз робите, скажите, калі ласка? Пишу. А что пишете? Пишу. Секрет, Мика. Что, совсем не скажете? Протокол сам на себя. Сам на себя протокол. Ну, правильно я разумею, что будете збирать подписи супраць размяшэння расійскай вайсковай базы ў Беларусі? И по бацьку як? Александрович. Скажите, калі ласка, чого ви чекаєте від сьогоднішнього сходу? Я чекаю от сьогоднішнього сходу того, що на ім будуть білоруси, які врешті утямять, що можна накопати бульби на всю зиму, а її з'їдуть не вони самі. Такое бувало в історії. От пам'ятаєте, старейших нема, друзі, було таке кіно, Каїн 18 називалося. Хто бачив? Там такий ось епізод. Один король другому королю подарив гармату. Другий каже, король, а на що мені ця гармата? Мені не треба ваша гармата? Ні, каже, як це тобі не треба наша гармата? У нас просто стільки вже гармат, що немає де ставити, так ми, давайте я поставив. Поставили тому королю гармату. Після не поспіли звернутися, як до їх уже тупають солдати. А куди ваші солдати тупають? Питаються у цьому королівстві, у яким гармату поставили. А оховать нашу гармату ми притупили. Так ми ж кормить вас не зможемо, у нас бульби нема. Кепская бульба в этом году родилась. Это нас кормить треба було, щоб у нас стрельбів не було. А люди со стрельбами завжди самі себе прокормять. У нас є великий досвід, ми вже не однойші дарили гармати. Ось что нас, коли переводят где-то. Але тут не казка, а реальность. А где делся кто-нибудь? Не, я бачу, что ты тут, Олесь. А где делся мой... Господин Статкевич, скажите, пожалуйста. Я не Статкевич, Статкевич зараз подъедет. Для чего вы пришли сегодня на площадь? Скажите, пожалуйста. Сегодня мы пришли на площадь. Я думаю, все, кто тут есть, как сказать, не порушению Конституции Республики Беларусь, у якой написано черным по белым. Во всяком выпадку так было написано в первом варианте, что Беларусь ёстика нейтральная країна, якая безъядерная, якая не збирається ні з ким воевать. А теперь выходит, что этот статус порушается, и мы потрапляем у пастку, з якой ніколи не выберемся до этого статусу. Коли мы разместим тут военные базы, то мы, значит, будем в военных блоках и згубляем нейтральный статус, а значит, мы губляем ту перспективу европейского развития, якую займели у вынику нашей незалежности. Это допустить нельзя, это просто здрада нашему народу, нашей краине, нашей будущині, нашим детям. Вот, как бы этого не сталося, я думаю, сегодня придут люди на эту площадь. А хто ще з політиків долучився до вас? Телезрителям в России и в мире. Значит, телезрителям России скажу, значит, тогда на великом русском языке. Я не русофоб, и никто из этих людей, которые пришли сюда, не являются русофобами. Это неправильная трактовка совершенно вопроса. Дело какого рода? Знаете, это вот предлагать дружить с военными базами, это примерно как к соседу идти дружить с ножом. Да? Открываешь с ножом дверь и говоришь, а давай мы с тобой подружим. Ну, немножко подружат, а потом кто-нибудь кого-нибудь зарежет. Никто не спорит и не собирается оспаривать того, что есть, совместно прожитую
историю. Но даже братья все-таки стараются жить в своих домах и стараются в своих домах быть хозяевами. И мы только за это. К сожалению, руководство нашей страны, Беларуси, за 20 лет проведения той политики, которую оно проводило, попало под полную зависимость от руководства России. И практически главных политических вопросов оно не в состоянии решить самостоятельно. Поэтому Лукашенко здесь что-то рассказывал о том, что нет, конечно, не нужны нам базы. В Сочи его позвал Путин, цикнул там на него. Лукашенко вернулся и сказал, нет, мы никак не можем, вот, потому что Россия наш большой друг и брат. Да, я не спорю. Но дружба дружбой, а жизнь все-таки у каждого своя, и причем одна. А какого резонанса вы ждете у мировой общественности? Я жду вообще-то поддержки этой акции, как со стороны мыслящих людей в России, которым не думаю, что нужна милитаризация России. Не думаю, что русские люди жаждут, чтобы все средства вбухивались в военно-промышленный комплекс. Ведь, по сути дела, за эти годы независимости России не произошло ничего такого, чтобы стало гордостью России. Не создано новых высокотехнических производств. Никуда Россия не продвинулась в политическом смысле. Не создан демократический институт, на котором бы могло стоять государство. А вот как только появилась возможность показать имперские зубы, все, значит, эти зубы выставили. Но кроме зубов-то ничего нет, а сегодня зубами весь мир не перекусаешь, потому что очень много в мире зубов, и в большинстве свои зубы голодные. Спасибо. Как вас правильно представить? Владимир Никляев, кандидат в президенты Республики Беларусь 2010 года, лидер движения за государственность и независимость Беларуси. Спасибо. Пожалуйста. Мы бачым, што людзей сабралася ўжо даволі шмат. Людзі прыйшлі са сцягамі, з бел-чырвона-белымі сцягамі. Людзі уступілі ў дыскусію з карэспандэнтам расійскага тэлебачання, які толькі што задаваў пытанні Владимиру Никляеву. Зараз мы паспрабуем паказаць вам, колькі людзей сапраўды сабралася. Плошча запоўнілася літаральна за некалькі хвілінаў. Вот яшчэ ў 16:30 тут не было зусім людзей, але ўжо недзе о 16 гадзіне каля 3 десяткаў чалавек у цывільным стаялі на плошчы і ў ваколіцах яе. Праўда, людзей, напэўна, не так шмат, як хацелася бачыць арганізатарам гэтай акцыі, якія гучна назвалі яе «Народны сход». Юрась Губарэвіч, прадстаўнік руху «За свабоду». Спадар Юрась, я ведаю, што вы далучыліся, падпісалі гэтую заяву супольную па правядзенні гэтага народнага сходу. Скажыце, калі ласка, чаму рух «За свабоду» далучыўся? Так, натурально, заявление российских военных баз на территории Беларуси – это та погроза, яка об'єдновує всю опозицію і ширею, всіх громадян Білорусі, які хочуть бачити нашу країну свободною і незалежною. Ми бачимо, які події відбуваються в регіоні, коли Росія виступає як країна-агресор, яка не спиняється ні перед чим, яка готова відхопити чужу територію, нападати на сусідів. І ми лічимо, що Білорусь так само знаходиться під потенційною погрозою. Военная база – это как раковая пухлина. Коли ее допустить на нашей территории, она обов'язково рано чи поздно даст метастазы в выгляде зеленых человечков, які просто розползуться і будуть диктувати там тут нам свою волю. Тому ми рішуче виступаємо супроть планів керівництва країни по розміщенню російських воєнних баз. Спадар Юрась, вось апроч гэтай акцыі, што яшчэ будзе рабіць палітычныя лідары для того, каб все ж таки не дазволіць размясціць тут расійскую военную базу? Треба передусім інфармувати насельніцтва, бо ад волі громадства залежить тое, што тут будзе адбывацца. І калі браць пытанне народного референдума, одно з іх наўпрост тычылось
требование прытрымлівацца Конституции и забеспечивать статус Беларуси как нейтральной краины. И под этим питанием мы уже собрали больше за 120 тысяч подписов и будем протягивать сбор подписов надалей. Треба працаваць з людьми, выходить на их, тлумачить, что военная база – это наўпроставая небяспека ім і іх сем'ям. Дзякуй вялікі, гэта Юрась Губарэвіч, прадстаўнік руху за свабоду. Вось мы бачым, што людзі падрыхтавалі адмысловыя слоганы. Гэта вядомы актывіст Леонид Кулакоў. Ён стаіць тут нават з плакатам. Зараз мы запытаемся, што азначае гэты плакат. Беларусь не Крым. Просто белорусы просто так свою землю никогда не отдадут. Мы ее не предадим, как предали бывшие украинские граждане и военные. Мы будем за нее, за нашу родину будем змагаться. Як у вас прачуванне, чым акцыя скончыцца? Ничем. Все будет тихо, спокойно. Лукашенко боится сейчас перед кем-то, что-то, перед ОБСЕ, перед Европой высказывать, делать какие-то репрессии. Я могу сказать более того, хотя Лукашенко мой враг, но если понадобится, я буду сидеть с ним плечом к плечу в одном окопе и защищать родиму. Только мы будем знать, кто что защищает. Я родину буду защищать, он свой трон. Дзякуй вялікі. На плошчы з'явіўся Анатоль Лябедька, адзін з ініцыятараў гэтай акцыі. Спадар Анатоль, Радыё Свабода ў прамым эфіры, просім прабачэння. Скажыце, калі ласка, які чаканні ад гэтай акцыі? Какие чаканні? Я все-таки оптимист и веру, что будет Беларусь. Базы, калі і будуць, то толькі авачныя, да, але не военные. А ўсё залежыць астатні ад нас. Канешне, калі будзе супраціў, калі будзе шмат людзей, якія будуць дэманстраваць сваю грамадзянскую пазіцыю, то, конечно, з гэтым будуць лічыцца і мясцовыя ўлады, і Лукашенко, і Путін. Калі мы будзем абыякавыя, ну, будзе як заўсёды. Дзякуй вялікі. І на плошчы з'явіўся ўжо Мікалай Статкевіч. Вакол яго ўжо сабраліся людзі. Спадар Мікалай, добрый дзень. Радыё Свабода ў прамым эфіры. Что зараз будзе адбывацца? Раскажите нам. Зараз будет народный сход выборщиков у межах так званой агитационной кампании президентских выборов, але он будет тематичным. Мы будем сегодня обмерковать наше ставление до намеров Кремля, супротив яких ніяк ще не обозвався спадар Лукашенко, разместить у Бобруйску российскую войсковую авиабазу. Ну, сегодня будем это обмерковать. Я думаю, что тут людей этот раз на початку еще более, чем было в минулый раз. Вот акция 23 вересня. Зараз, я думаю, мы кружку постоим до 18:00. Потом мы переводим уже на звыклую пляцовку. Вот тут мы не разместимся все. Ну и люди потихоньку будут збираться, как это звичайно белорусов бывает до 6:30. Вот. Але мы уже почнем выступать, не хвилину, просто 10, я думаю, почнем промовлять. Вот и все. Дзякуй вялікі. Мы чакаем, калі сапраўды пачнецца асноўная частка гэтай акцыі. Вось вышэй за ўсіх хлапец трымае бел-чырвона-белы сцяг. Что? Добрый день. День добрый. Як вас зваць? Костя. Чаму вы тут? Потому что я супраць расійскіх авіабаз і супраць расійскай агрэсіі наогуле. Ну, а якую пагрозу вы бачыце ад таго, што тут будзе расійская военная? Ведаем, што сталося з Крымам. Мы хочам таго ж самага з нашай краіны, канешне, не. Дзякуй вялікі. А вы чаму са сцягам і ў развязу? Я падтрымліваю далучэнне Беларусі да еўразвязу, бо гэта забяспечыць нам бяспеку, мір. А што наконт расійскай вайсковай базы? Я лічу, гэта вельмі непрыемліва для бяспекі Беларусі, бо гэта яны дразняць захад. Вось. Ну і ваше меркаванне таксама, вы ж відаць разам. Ну, не трэба з Беларусі мішень рабіць. Мы незалежная краіна, у нас ёсць свае войска, свая армія. Навошта нам Расія тут? Дзякуй вялікі. Сцягоў усё больш. Збольшага гэта бел-чырвона-белыя сцягі. Ёсць таксама сцяг АГП,
Давайте послухаем, что каже Миколай Статкевич. Призначені, будуть вимушені призначити на білоруський город Бобруйськ повний наряд сил і сродків. А можливо, навіть і ядерних, так мовити, сродків, тому що ці самоліти російські можуть нести ядерні бойові заряди. А ймовірні противники тут, можливо, це Україна і НАТО, тому що ця база призначена супроти Києва, 300 кілометрів по прямой до Києва. Це видовочно, це погроза Україні. Ми не хочемо, щоб з нашої землі заходила погроза нашому близькому до нас братньому українському народу, навіть коли цю погрозу організує так само близький до нас російський народ. Я думаю, що вони повинні свої відносини висвітлити у іншому місці, по Жадана, у залі перемовин, а не втягувати нас у військовий конфлікт. Послушайте, вот говорят же, если он не согласится... Шановні октябрі, переходимо на іншу пляцовку. Пляцовку з того боку ратуші. Виктор! Все пересовываются на иншую, большую пляцовку. Ну, что тут несколько десятков человек, может быть, 150 наихудший. А коли погодится, тогда мы будем его ликвидовать, державного зрадника. Когда потом, да еще это как сказать, а тут же Путин его ликвидирует в А один мы день. на что? А мы на что? Будем сопростоять этому. Потому что он подпишет бумаги. Авіабази на нашій території. Капиталі думку народу. Что казать? Давайте будем робить то, что можно робить. Ми хочемо виказати свою думку. Господарыня Марина, можна вас запросить у прямий ефір Радіо Свобода? Скажіть, коли ласка, як ви увогуле ставитеся до того, що господар Миколай розпочав таку активну політичну кампанію, як тільки вийшов? Ну, безумовно, скажем так, мені тривожно, але я його цілком підтримую. Я думаю, що в цій країні шанс на переміни якраз зв'язаний з тим, що ми не будемо мовчати. Ми не будемо ховатися і чекати, поки пропливе труп нашого ворога. А ваше ставлення до російської воєнної бази? Ну, коли я тут, таке, воно, здається, мені відовочне. Дякую великих. Это Марина Статкевич, Марина Адамович, жонка Миколая Статкевича. Теперь все удельники акции пересовываются на большую пляцовку. Давайте будем намагаться быть просто нейтральными и сопровождать з усіми. Навіщо нам це? На эту базу будуть призначені боєголовки НАТО, будуть призначені самоліти України. Навіщо нам це? Микола, привітання, чесно, радий так само взаємно. От, малюнок, можна сказати. Господар Марочкин принес адмыслова на акцию падрыхтаваны малюнок. Олесь Марочкин, это вядомый белорусский мастак. В Сирию полетел. Будьте любезны. Вова полетел в Сирию. Да. Дайте паспрабую запытаць спадара Алеся, што азначае ягоная карціна. Да нічого, нормально. Глядіться, вот. Познається, скажет, познається. Спадар Алесь, што на вашей картине? А? Ну, антивоенная тематика. Вот, познавальный Путин тут. А внизу пара, батька и сын с кветочками. Уже готовы принять этот самолет, боевой самолет. Так, добре. Это был Олесь Марочкин, мастак. Теперь мы чакаем, калі ўсё ж таки пачнуць прамовы свае арганізатары мітынга.
на території Білорусі. Дякую вам за те, що ви знайшли в себе мужність виявити свою громадянську позицію, не побоялися і готові відстоювати нашу незалежність і нашу державність. Небяспека не казочная, не фантастичная. Коли б не было прикладу України, коли б не было Донбасу, коли б не было Криму, можна було б лічити так, як змушають нас лічити офіційні пропагандисти. Ну що такого? Поставить военную базу, чимало у свете военных баз, шмат у свете военных баз. Але у Крыме была российская военная база. И на российской военной базе узникли те солдаты, зеленые, там были червоные, неважно, которые захопили территорию незалежной державы Украина. И коли это было там, чему этого не может быть тут? Коли было там, значит, может быть тут. И я переконаний, что военная база российская створається не для вирішення внешньополітичних питань. Хоч нам декларується, що вона буде поставлена для того, щоб обороняти нас від можливого нападу. Наскільки я ведаю, з того боку, з якого збираються нас обороняти, ніхто нападати не збирається. Ні Литва, ні Польща, ні Латвія, ніхто. Худший будуть вирішатися внутрішньополітичні питання. І ця база може стати тим, чим стала російська база у Кримі. Ми цього з вами не можемо допустити. Для будущего Білорусі, для будущего наших з вами дітей. Будь ласка, слово Миколу Статкевичу. Дякую тим, хто не боявся прийти сюди. Прошу привести к супростоять войне. Диктатура – это война. Диктатура – это война супроть власного народу. Тихая, небачная война. Але у нас є страти. За 20 год У нас мільйон працює на інших країнах. Ми чемпіони по алкоголю та комсомольця. Это вынес тихой войны. Диктатура – это погроза громадянской войны. Вона забирає у народу можливість порозумітися поміж собою людям різних демократичного парламенті. І зараз бачимо, диктатура штурхає нас до глобальної війни. Вона робить нас мішенью для неких метів, як на год два посидіти в цьому креслі. Лукашенко робить нас максимой охраной от ядерных ударов. Лукашенко – это война. Будем супростоять войне. Войне! Нет! Войне! Нет! Войне! Нет! Войне! Нет! Лукашенко! Нет! Войне! Живе Беларусь! Живе! Анатолий Левицкий. Шановные громадяне, мы дальше все находимся под уражением недавней сессии ОАН у Нью-Йорку. Нас, видать, уразила наша официальная делегация. Знаковитый Дымов, самый
сумный министр замежных справ свету. Ведаете кто? Макей! Это господар Макей. Коля Лукашенко. На великий жаль, мы не почули з высокой трибуны з вуст Александра Лукашенко, что мы мусим робить, чтобы забеспечить безпеку 9,5 миллионам людей, які проживають тут. Я нагадаю, на початку 90-х Верховний Совет 12-го скликання прийняв рішення об виводі ядерної зброї з території Білорусі. 1140 зарядів тактичної ядерної зброї і 82 ракети були виведені з території Білорусі. Але ці отримали ми узамін гэтага безпеку. Ми отримали Будапештський меморандум. Але насамрэч ён оказаўся просто паперай, якая не оборонила Украину. И она не оборонит Беларусь. И можно было бы чакать, как Лукашенко, ну коли не Лукашенко, то Макей. Но коли не Лукашенко, не Макей, хоть бы Колев, написали, как он это огучил, что нам потребны гаранты не в выгляде военной войсковой базы, а нам треба новый Будапештский меморандум, у яким буде затверджены отказность тих, хто гарантує нашу безпеку. Тільки такий шлях один може гарантувати безпеку, але не воєнні бази. І я хочу звернутися наприкінці з наступним. Ведайте, як тільки ви з'явилися на виборчому участку, ваш голос за воєнну базу на території Білорусі. Тому що ці голоси всі будуть віддадені Лукашенку. Это будет означать, что он отримает легитимность. И когда он подпишет погоднение об войсковой базе, тогда ведайте, той, кто пошел на выборчий участок, и он допомагал Лукашенко отримать легитимность и дать ему карт-бланш, у тым лику на новые военные базы. Сегодня достаточно шмат людей пришло. Засталося еще несколько дён под этой кампании выборчей. Давайте мы съеднаемся, давайте мы будем тлумачить людям, что в этот день нельзя сходить и принимать удел у так званом голосовании в выборчем фарсе. Только тогда, когда тысячи людей будут приходить вот на такие антивоенные пикеты, только тогда мы можем оказать тиск на владу. Живи Беларусь! Юрий Губаревич, Гэтая ўлада ўжо 20 год падманвае беларускі народ. Сёння яна спрабуе падмануць нас у чарговы раз. Яны гавораць, што толькі прэзідэнт адзіны з'яўляецца гарантам мірнага неба і будучыня незалежнай Беларусі. Але гэта не так. Вы самі бачыце, гаворыць адно, але робіць іншае. Ён гатовы ўжо падпісаць дамову пра введзенне на нашу тэрыторыю расійскай военной базы. Эта военная база, как раковая пухлина, даст свои метастазы. И коли... свою справу, але мы протягнем. Коли Лукашенко думает, что российская военная база оборонит его от демократии, от незалежных выборов, это не так. Это та погроза, якая рано ці поздно пустить свои метастазы в выгляде миллионных человечков. И гэтыя люди, як это было в Крыму, прийдуть и выкинуть сегодняшние улады з их выконкамов, поставят замест червоно-зеленого стяга свой российский триколор. На сегодня, по данных социологии, только 22% белорусов готово подтримать размещение тут российской военной базы. Большесть громадства супраць. Самые лепшие люди собрались сегодня тут, на этой площади, нас сотни. Я сподіваюся, что коли погроза станет реальной, коли после выборов, после того, как все это пройдет, Лукашенко поспробует поставить свой подпись, на улице Беларуси для мирного протеста выйдут десятки и сотни тысяч людей.
Живе Беларусь! Супрацоўнікі міліцыі запаўняюць пратаколы. Я так разумею, на кожнага з арганізатараў свой асобны пратакол. Капитан, может вы мне дасте сказать, и сами скажете что-нибудь супротив военных баз? І асобны супрацоўнік міліцыі на кожнага. Может вы подсулите трохи, товарищ капитан? Товарищ капитан! А ў чым вы виноваты? Он вам сам расскажет. А мы вам задаем пытанне. Скажите, калі ласка, что тут? Вот вам приклад нахабства влады. Просто пришел, залез. Кто хочет еще сказать слово? Зараз. Янукевич Алексей. А ў чым вы виноваты? Дорогие белорусы, дякую вам, что вы сегодня сюда пришли. Дякую, что вы пришли сказать не о российской войсковой базе. Потому что наша земля – это не плацдарм до российцев. И наши озера и реки Бог створил и дал нам не для того, чтобы их мыли боты российские войсковцы. Кажут, что эта база створяется для обороны белорусов. Нет, эта база створяется для обороны имперских амбиций Путина и інших людей, які сидять сегодня у Кремлі. Наших интересов там нема. И российская бомба на нашей земле, российская база на нашей земле, это бомба со спущенным механизмом. И праз нейкі час, пройдзе некалькі месяцаў ці пройдзе некалькі гадоў, яна выбухне. І таму сёння, пакуль яшчэ няма гэтай базы, няма чужых вайскоўцаў на нашай зямлі, мы з вами мусім сказаць сваё цвёрдае і гучнае не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе. Что пишут? Дякую, дорогие сябры. Жили Беларусь! Может, письмо жонцы пише? Ідзе гэтаму рэжыму, які пасылае сваіх служкаў замінаць грамадзянам Беларусі пратэставаць супраць пагібельнай будучыні з расійскімі военнымі базамі. Гэта рэжым антынародны. Это режим антибелорусский, и мы не можем, не маем права его подтримливать. И этим людям неколи будет перед своими детьми соромно за то, что они сегодня робят. Сподяюся, коли у них есть сором. Добрый день, мои поважанные любые белорусы. Сегодня я пришел до вас, как долучиться быть с вами вольными от имя своих детей, неполногодовых и полногодовых. Это будучиня Беларусі. Яны просили меня, своего батьку, бо яны упевнены у тым, что нам не треба ніякие российские базы, как оборонить моих детей. Мы сами, батьки, сможем, коли что, от любого ворога оборонить своих детей. Так яны просили на двух мовах передать Путину: не треба нам твои базы, покинь их у оборону своих людей. На это есть российская конституция. Не потребны нам твои российский президент базы. Моим белорусским детям яны не потребные. Скористайся своей конституцией и покидай их у себя дома. Единое, я хочу сказать, что коли нешта адбудзецца, то мы, бацькі, павінны падрыхтавацца, каб не адбылося страшэннага выпадка, які я зараз вам прыкладу як прыклад. Мы ведаем, что зусім недавно у Республики Армения, где знаходилась такая самая и знаходится по сегодняшний день российская база, от вар'ята, от почвары российского солдата была знищена уся армянская семья. И даже ни батька, ни само немаўляці не было магчымасці оборонить себя от такого российского гада солдата. Не российским базам на территории Беларуси. Вогуле не никаким войсковым базам во всем свете. Только мир и росквит для моих и ваших детей. Живе незалежная Беларусь!
Наколькі я зразумела з протакола, спадара Лябедьку, Некляева і Статкевіча абвінавачваюць у арганізацыі масавага мерапрыемства. Згодна Конституції Республіки Білорусь, Республіка Білорусь нейтральна держава. Нам не потрібні ніякі іншоземні війська. Ми ведаємо, як російці скористалися, як Путін скористався воєнними базами у Кримі. Военная российская база тут, это не только погроза посварить нас з усім цивілізованим світом, але это и погроза нашей незалежности. Это наша країна, і ми будемо боронити її самі, без іншої допомоги. От усіх, у тим ліку, от російців. Поважаныя сябры, у мяне вельмі цікавая фамілія Страх. У недалёкім мінулым я марскі афіцер. Мой тата штурмаваў Берлін. Ён мае ўзнагароды, у тым ліку 2 ордэны славы. Але сёння я тут, бо я вельмі добра разумею, радзіму патрэбна бараніць. І бараніць ад каго? Я добра ведаю, што улады советские и российские уштурхнули краину свою у 80 разных конфликтов у разных уголках земли. Сегодня яны уже лезут на нашу землю. Я добро ведаю, коли бываешь там далеко у морях и океанах, то родное становится вельми дорогим. Родные тата и мама, родная мова, родная земля. Поэтому я тут и призываю вас не замежным войсковым базам, хай лепей распашут свои заросшие бурьяном поли в России. Чего они лезут в чужие краины? Живя Беларусь! Да, ужас, какая нищета России. Капитан, а вы за российские базы у Коли мы хотим жить до заправды своей, не подарованной, а Богом даденной нам земли, мы повинны ее отстаивать. И отстаивать все то, что сдобытое нашими предками, какие воевали за эту землю не одно столетие. Уже чего-чего, о крови Беларуси, о крови Беларуси попили в городе з усіх боков. И уже чего-чего, а белорусы крови напились. Мы больше этого не хотим. Мы хотим одного. Покиньте нас у спокої. Покиньте нам магчимость жить на белорусской земле белорусами, теми людьми, які завжди можуть дати любий отпор любому ворогу, але самі перші ні на кого не нападали і не збираються нападати. Я думаю, що ми повинні прийняти резолюцію нашого сходу, як не керувати його від ім'я білоруського народу у Раду, який сьогодні мовчить, як води у рот набравши, нібито нічого не відбувається, нібито нічого нам не погрожає. Тільки пусть вибраться, призначаться знову начальники і жити, припіваючи так, як вони зараз живуть далі. Але так не буде. Ми повинні змусити їх приймати ті рішення, які на вигоду нам з вами, людям, громадянам в этой Білорусі, а не тим, хто без ніяких виборів, бо сьогоднішні вибори – це ніякі не вибори, призначає себе керівником і йде молитися не з народом, а у храм з невідомо якими понаїхавшими людьми. Постанова Народного сходу за мирную нейтральную Беларусь. Керівництво Российской Федерации заявило в своим намеры разместить на территории Беларуси свою военную базу. Заява зроблена в одноваковому порядку без уліку волі і жадання білоруського народу. Размещение российской военной базы суперечит Конституции Республики Беларусь,
погрожая нашей незалежности, утягивая Беларусь у супрацьстояння з сусідами в Європі, перетворяя нашу країну в плацдарм війни, робить її воєнною мішенью, ставить під погрозу самого життя білорусів. Удельники Народного Сходу за мирную, нейтральную Беларусь заявляют: не любым чужим военным базам у нашей краине. Потребуем эту Раду Республики Беларусь виконати народную волю и не подписывать домову об размещении на нашей территории российской военной базы, принято на Народном Сходе на пляце Воли в Минску 4 костричника 2015 года. Кто за то, как принять эту постанову, прошу снять руки и выкрикнуть: «Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Военным базам нет! Военным Военным базам нет! чужим! Военным базам нет! Базам нет! Чужим военным 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 базам. Поважаные белорусы, поважаные громадяне. Для того, щоб супротстоять усім погрозам кшталту той, яка возникла сьогодні, нам необходимо єднатися. Нам необходимо скластися, злитися, цістися в одну силу. Я хочу пропонувати вам стати удельниками установчого сходу руху, народного руху за державность и незалежность Беларуси. Вас гэтага руху за державность и незалежность Беларуси. Мы просто мусим делиться в одну силу, об этому супротстоять. Дозвольте ваши воплески и вопліші ура лічить з гэтай згодай і з гэтага моменту лічить, что мы проводим установчий, все разом с вами, установчий сход руху за державность и незалежность Беларуси. По регламентам мы повинны сделать наступное. Инструкции неразборчивы. Бачиш, як написано? Ти можеш... У нас импровизованная трибуна. Кто и про кого ты подумал? Неужели? По регламенту мы повинны принять статут нашего руху. Ён ёстика у сродках массовой информации. Коли некому не удалось его прочитать, тут есть наши волонтеры, они ходят. Вот те люди, которые подходят до вас и просят вас записаться у рух за державность и незалежность, это наши люди, вы спокойно не бойтесь и подписывайтесь. Этим самым вы становитесь сябрами руху за державность и незалежность. Основа статуту – это змагання за нашу державность и нашу незалежность, урешті-решт змагання за нашу белорусскую землю. Ось основа накірунку діяльності руху. Коли ви, давайте приймем этот статут за основу. Хто за то, як прийняти за основу статут руху за незалежность и державность Беларуси, прошу голосовать. Таким образом, вот я взяла с собой Конституцию. Давайте я немножко сейчас... Лукашенко Ну так другим бы делом бы занимались. Вот этот, Вы можете сказать, у чым вы абвінавачваеце гэтых людзей, чаму склалі протоколы, што ім
погрожає? Нарушение административного законодательства. А якого артикулу? Статья 23.34. Пропоную І що їм погрожає? обрать у Раду руку за Санкция статьи 23.34. Можете посмотреть и увидеть, что угрожает. Административный штраф. А на кого складений протокол? А вы кто? Журналістка Радіо Свобода, ви в прямому ефірі. Можете сделать запрос официальный от вашей организации и узнать в отношении кого составлен протокол. Можете задати таке питання, він вам подасть у базі, хто я. Лукашенку задайте питання, чому він порушує Конституцію. Руку за державную незалежность. Обрать наступных людей. Дмитрий Виноградов, координатор в Полинской области. Иван Жега, координатор по Граденской области. Виктор Рубцов, координатор по Гомельской области. Александр Вашингтон со мной, координатор по Брест-Российской области. Иосиф Бурко, координатор по городе Минску. Письменника Владимира Орлова. Мостака Олеся Марочкина. Вот он тут пришел с плакатом «Не военным базам». Алексей, где ты там, и твой плакат с самолетом этим страшным черным? Ну, это правильно, тут уже как лагеря у нас начинается. Алексей! Тим же, хто заявляє про те, що нам не треба організовувати в одну силу, хто обмовляв, гэта нічого не дає, хочу сказати вот що. Коли думать так, коли дзейнічать так, коли копать на городе тільки свою бульбу, то так ми і будемо жити, нібито незалежне, нібито вольне, а насамрэч во всім цалком залежне і во всім цалком невольне. Хто за то, як обрати названих людей у Раду за державну чи незалежну Білорусі, прошу проголосувати. Лес рук, нікого супроть. Дякую вам. Это кто? Якому? Выйдите сюда. Выйдите сюда. Нехай кричить. Обоснуйте. Выйдите сюда, глянем на вас. Давайте мы не будем слухать провокаторов, мы их наслухались. Нет, Олесь, слухайте, я, вот коли вы хотите послухать этой песни, идите до телевизоров белорусских и там наслухайте. Вы хотите нечто сказать, Кайласка? Да, я хочу выслушать этого человека. Он имеет право, как и вы говорите. Подойдите к нему и выслушайте. Чего вы лезете сюда? Вон он стоит. Этот человек каже одно, что нам не треба об'єднуватися, без этого ничего не будет. Вот что каже этот человек. Вы хотите это слухать, Кайласка, слухайте. Пьяный, по-моему. Он пьяный. Слово координатору руху по Беросейской области Александру Меху. Вітаю усіх, хто тут зібрався. Я поспробую зараз відказати на всі питання. На всі питання і на питання ваші. Ви заважили, яким чином ми отримали інформацію про те, що у нас будуть військові бази. Не заважили, а ось це саме основне. Нам по телебаченню заявили, що господар Путін дав загад господару Медведєву організувати тут авіаційні бази. Хто нас запитав? Ніхто. Наш народ, нашу націю, нас ніхто не запитав. Вони не запитали, щоб вони порушають нашу Конституцію. Нічого. І ось таким чином ми довідалися об тим, що тут у нас буде з'являтися база. Причому, та офіційна влада, що є, нічого ні супроть, ні за покуль, що не каже. Чому вони терпять такі заяви? Ці є уже згода, певно, гэта згода є, коли вже призначена дата, коли буде гэта база тут існувати. Одразу хочу вам напомнить историю и военную стратегию России. Это война на чужих территориях. Это война на белорусских территориях. Это война на украинских территориях. Мы мирные люди. Мы ніколи ни с кем не хотим воевать. Нам кажут, гэтые базы повинны нас оборонять от неких террористов. Скажите, коли ласка, якія страны вакол нас ёсць тэрарыстычнымі? Гэта нашы страны-сябры, гэта нашы браты, з якімі мы заўсёды жылі ў міры. І хтосьці хоча нас пасварыць
пакуль што гэтай маленькай базай, але ж гэта першая база. За гэтай базай ідуць іншыя базы. Трэба сказаць іншае, што ў нас ужо ёсць інфармацыйная база. Гэта расійскае тэлебачанне. У нас ёсць царковная база. Гэта расійская царква, які вельмі моцна ўплывае на нас, на наш народ. Мы забыліся, што мы ёсць беларусы, што мы ёсць народ. Я сёння звяртаюся да кожнага з вас, да вашых бацькоў, да вашых сыноў, каб вы вспомнили, што мы народ, у нас ёсць краіна, і трэба берагчы сваю незалежнасць і мір у нашай хаце. Дзякуй за увагу. Шановні сябры, 5 гадоў у цэнтры Мінску не было магчымасці сабрацца людзям і выказаць думку альтэрнатыўную гэтай уладзе. Нарэшце мы пачалі збірацца. Цэлыя гады людзі не маглі сабрацца і стварыць арганізацыі, якія налічылі патрэбнымі, бо ім не давалі такой мажлівасці. Сёння тут ствараецца адна з вельмі патрэбных арганізацый для нашай краіны. Таму што калі дзяржава не бароніць незалежнасць, калі ўлада не бароніць незалежнасць, то гэту незалежнасць павінны бараніць самі людзі. Я усяляк падтрымоўваю стварэнне гэтай арганізацыі і заяўляю аб яе далучэнне да яе, да гэтай арганізацыі шэраговым сябрам. Але я думаю, патрэбны і іншыя арганізацыі. Патрэбна, каб мы баранілі сваё права на нармальную працу, на нармальны заробак, на нармальную ўладу, на нармальную беларускую культуру. Гэтае права ў нас забралі, бо ў нас забралі ўладу. 21 год назад человек, якому белорусский народ доверил уладу, подманул нас. И он украл доверенную ему на 5 годов уладу. И зараз ничего не будет доброго, коли мы не объединаемся и не заберем эту уладу назад. Зараз ствараецца одна з патрэбных арганізацыяў. Ёсць шмат других патрэбных. Але я спадзяюся, што мы усе разом, і гэты рух, і іншыя арганізацыі створым моцнае всеагульнае аб'яднанне, мэта якога вярнуць уладу беларускаму народу. А зараз я прапаную завершыць фармаванне гэтай неабходнай важной беларускай арганізацыі і абраць яе кіраўніком выбітного человека, особу з великой літери, поэта, письменника, громадского деятеля, незглавного политика Владимира Никляева. Написать протокол на той мове, якой мы повинны ведать. Потому что как наша белорусская мова. Нет. Что нет? У нас есть мова, якую повинны ведать усе датаваныя люди. Это белорусская. Размовлять мы с вами можем на розных. И административные документы заполнять тоже можно на 2 языках. Значит, организация, там ствараецца протокол, по яким будут нас садить. Цікавае жыццё у нас, белорусы, калі оно только невядома скончится. Дякую вам за давер. Я спадзяюся, што ўсе людзі, якія тут сабраліся, прынялі рашэнне адназначнае. Стаяць з усіх сіл, з усіх духовных і фізічных сіл за нашу незалежнасць, за нашу дзяржаўнасць, за нашу Беларусь. Я дзякую вам за гэта. Я таксама зараз, калі ласка. Я таксама дзякую вам, што сюды прыйшлі, што удзельнічалі ў гэтым сходзе і згодна са статутам кожны з тых, хто сёння на гэтым пляцы волі удзельнічаў у сцэне рук. Есть, да, я вижу. Руку. Там.
Марышкин, а где твой ты самый Харухва, понятно? Самолет твой где? Пустите самолет. Колеваска, дайте. Вот, покажи всем людям. Пустите самолет. Таких, как ты. Ганьба перестриянкам! Ганьба! Ганьба! Часом, я думаю, что активность, видать, вона в Польщі. Максима помиляючи. Базу зробили тут под Минском, в Дроздах, где. А что Барановичи и Бобруйск, это что, далеко? Сябры мои, база, вот то, что тут летит. Да. Ногами летит. Да. Вот. Это небезпека всем нам. Это всем нам небезпека. Поэтому вот, что як заклинание молитву головнокомандующий Вусатый говорит, что мы мирные люди, у нас мир, спокой. Так покой, дякую Богу, спокой. Спокою не будет. Вот льотає, вот этим помпою. Хто його ведає, яка тут начинка. Так что давайте разом будем змагатися за волю, за князю волю, незалежність, за нашу державність. Дякую вам. Живе Беларусь! Есть вера. Шановне господарство, дорогие мои люди Беларуси, великий вам дякую за то, что вы есть, что в той ситуации, яка склалась в нашей країні, ви одні, які дають сили до змагань. Як ви ведаєте, меня не было тут 4,5 года. За этот час я выступал на рослых и великих митингах в Киеве и Варшаве, в Вильнюсе и во Львове. И завсёды я починал нашим отличным, то, что дал нашим нации, наш гений Янка Купала, «Живе Беларусь!» И только когда я вернулся в Беларусь, на меня склали протокол, что я выкрикивал лозунг «Живе Беларусь!» 23 березня на этом месте. Некая комичная ситуация, когда нас копошатся милициянты, и они робят выгляд, что не ведают тех людей, которые выступали. Потому что свободы это главное. Беларуси карнавала. А если это карнавал, вельми небезпечный. Потому что будущее не идея. Ненавидно будут и наши нации. Тому тут питали, що треба робити. В этом питанні есть два питання. Що треба робити опозиції і що треба робити нам всім людям. Перше. Вы ведаете, что после площади 10-го года оппозиция, короткий термин, была объединенная. Мы тогда целиком объединялись под двумя лозунгами и потребовали вызволения кандидатов в президенты и проведения новых выборов. После было 4,5 года. И то, что белорусская оппозиция не была объединенная, это была просто дурость. Теперь, коли нам погрожает агрессивная империя Путина, необъединенность белорусской оппозиции, это ее фашистство перед белорусской нацией. Лидер, який сьогодні проводить білоруська влада. Тому от меня рука. Лидер так невеликий. Рука за свободу. Короче, лидер частки
оппозицию. Быть надо. Треба вирішити терміново до проведення виборчого фарса. Одразу застоять. Весь протест, все. Бачите, вот як слева. Люди за ним пойдут. Люди за ним входили в 10-м году. Головних питань. Этих питань є тільки два сьогодні. Перше. То є, чим більше запитів, і зараз і так об'єднано. Біографії людей, які пішли за Статкевичем. Що сталося з самим Статкевичем. То есть ясный сигнал всему свету. И другое, еще больше важное. По теме сегодняшнего митинга. Следуйте, как в 90-х годах мы на улицах смогались за Беларусь. Один из основных лозунгов был вельми простый. Россия – это война. Теперь это разумеют все. Потому что могут глядеть на вины с Украины, могут уже глядеть на вины Сирии. И дай Бог, чтобы такие новины пошли с нашей Беларуси. Бо наша нация и так вельми моцно расплатилась за две имперские войны. Мы до этого часу от этого не дошли и знести белорусской семьи, якая не мает ахвяров подчас перших двухкоммунистичной войны нам не треба. Третья, которая на наших фаджах развязывая этой маленький лысый гибис в Москве, Путин, якого уже 200 лет главный свет вслед за харьковскими аматорами футбола называется просто и ясно. Путин хуйло. А вот шагов пусть и зараз об'єднаться белорусская позиция, так? Это оборона незалежности и державности Беларуси от агрессивной России. Это наша реальность, и не только реальность, але и обовязок. И самое опошнее на эту тему. Других сказ, который мне не сподобался сегодняшним владом, я пынул в моем протоколе, был вельми простый лозунг «Слава героям». Бо натурально, коли я вернулся на свою родную белорусскую землю, я мусил выказать свою пошану, свою вдячність політв'язням, які змагались за Білорусь в невиносних умовах лукашенковских тюрмах. Тому ми мусимо подчас этого виборчого фарса, подчас этой невиносной практично кампании дать четкий отказ, кто замест Александра Лукашенко. И оппозиция мусит иметь одного лидера, того человека, який своей мужностью, своей долей клался за Отказывают на питание, которые может задать каждый школьник. Кто замест Лукашенко? Огульные отказы, что мы все разумные, что мы все лидеры, это правда. Але есть такая реальность в демократичных краинах. Коли обирают нового президента, то нават самая злостная позиция дає ему 100 дней надійності. Давайте все разом дадим Николаю Викторовичу эти 100 дней, как его стратегия и тактика была нашей. Бо мы мусим быть одни. Вот только разом мы можем навести порядок в нашем доме. Это вельми важно. Бо Россия это не только война. Россия это бедность. Вот это и люди, которые бегают около меня. И они довели до того, что белорусы зараз живут беднее всех в Европе, окромя Молдовы и Украины. Потому что вытискают опошние соки с белорусской нации. Потому что треба тримать всех ось гэтых халуев Путина. Бо абсолютно слушно сказал мой побратим Микола Автукович недавно в своем интервью.
Влада живе собі і проводить свій виборчий фарс, як тяжелый раз, быстро бы всех нас наколоть. А народ живе собі. Так не может быть. Влада, это всего несколько процентов. Несколько процентов населения Беларуси. Причем, навіть эта влада по європейських мерках живе як звичайний робочий некого дробного концерну в Європі. І за ці гроші нахабно знищають Білорусь, знищають навіть нашу будущину. Бо 11 кастричника буде вирішатися не то, що опошні 4 рази почав вирішитися. Буде вирішатися будущее Білорусі. Тому ми мусимо бути разом. Тільки ми, представники білоруської нації, можемо оборонити нашу незалежність. В інтернеті ви можете поглядіти, хто керує цими людьми. Там нема, що нема білорусів. Во всіх керівництві силових структурах, а всі білоруси, які туди трапили, обов'язково, як і представники інших національностей, пройшли переподрихтовку недавно в Москві, закончивши елітні вищі едукації для керівників силових структур Росії. Ви ведаєте історію України і чудово розумієте, кому будуть служити ці люди. Тому, люди мої дорогі, одна надежда только на вас, что вы не будете молчать. То, что вы не захочете быть рабами. То, что вы не дозволите нашу Беларусь снова загнать в феодализм. На жаль, мы вельми долго живем при этой власти. Мы дожились до того, что отбываются страшные подеи в свете. Запомните самое главное. Никто, окромя белорусов, не здольны врятовать нашу Украину. Вы здольны. Разом мы здольны это сделать. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! И самые опошние две ремарки, потому что и так вельми долго кажу, вот треба казать. На жаль, досить сильно працюють спецслужби режима Лукашенки. Вони працюють і по опозиції. І ви знаєте, як много гора, як много несправедливості при сьогоднішньому режимі. Тому що, коли нема права, коли грубо порушається закон, коли є тільки право сили, ми бачимо, що бачимо. І часом відбуваються страшні речі. Тільки на цьому тижні лідери білоруської опозиції Миколай Статкевич, Владимир Никляев, Анатолий Лебедько приняли заяву в оборону двух белорусских политвязнев, которых не смогли вызнать белорусские правоохранительные структуры, потому что их криминальные справы были инкриминованы спецслужбами. Это ведомые белорусские правооборонцы Андрей Бондаренко и Михаил Жемчужный. Давайте, люди добрые, разом обновим справедливость. Свободу Андрею Бондаренко! Свободу Михаилу Жемчужному! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! И самое опошнее и головное, то, про что я уже сказал в своей промове. Мы можем оборониться только тому, что мы нация. Так, сьогодні отрималося, що ми навіть говоримо на різних мовах, тому що нашу мову винищали стагоддями, і на білоруській мові ви зараз в Білорусі не заробите навіть копійку. Так попрацювали окупанти. Сьогодні абсолютно не важно, белорусскомовный белорус, российскомовный белорус, ці які іншомовний белорус. Вся нація мусить быть одиная в борьбе со страшной российской имперской погрозой, якая несе на нашу мирную белорусскую землю войну и галейшу.
Я хочу свой в этой игре лозунг, який альбомі білоруської нації. Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Великий вам дякую, що ви є. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Браковали. Человеческий это сколько заработок? Пробачьте, у вас сколько был за тоже белорусского народа? сколько? Это мое личное дело. Да? Я вас спрашиваю, с протоколом будете знакомиться? Нет? Сказал нет, все. Досить уже вам все заплатил, хлопцы. Он нормально одетый, что вы хотите? Емоції до людей, які виконують свій курс. Отвалюють не було. Силчик посадил аппаратуру. А что кепское, это Силчик. Дорогие! Я не веду, зараз тут... Что, працює? А, так. Я просто хочу несколько слов сказать. Вот я у своих годов шел змагаться за мир, за спокой, супроть баз. И это, вы знаете, что на меня протокол, я не ведаю, что там написано, але ситуации в Женеве, это ганьба, ганьба просто. Один з найвибітних є мостаков. А з цієї троє молодих хлопців глядять на його як на ворога. Ви розумієте, що у нас відбувається зараз? Це просто жах. Це ні в яких жахливих казках ні один народ не мог придумати, що зараз відбувається. Люди, які поставлені обороняти мир і спокій в цьому домі, приходять до тих, хто їх приходить обороняти, пишуть до їх протоколи і чекають ще, поки їх посадять, а там вони ще з нами розберуться. Розбиралися вже, розібралися. Казну с бабами надо выполнять, пустая. Шановні сябри, то, що відбувається з цієї бази і на цій площі, виник того, що у нашого народу забрали владу. Забрали вибори, забрали право обирати, виганяти, ставити нових керівників, начальників, міністрів, президентів. Забрали владу, забрали країну. Хіба, коли б влада була у народу, він би допустив би, як білоруси співалися і вимирали, з'їжджали, і десь там працювали на інші країни? Ні! Конечно, нет. Хіба, коли б народу була влада, він би довів до такої ситуації, що вже тут поділилися там русский мир, європейський, вже готові один другого хапати? Ні. Коли б у народу була влада, чи послав би народ цих хлопців, які виконують загад у погонах, составляти протокол на гонор нашої нації, на яке одного з самих лепших мостаків? Ні. Хіба народ дозволив би у свою хату, упустивши чужих військовців, які потягнуть за собою війну і гвалт? Головна проблема тим, що у нас забрали владу. И ничего доброго тут не будет, и мы будем катиться вниз до обрыву. Потом з обрива, покуль ми не вернемо эту владу народу. Зараз відбуваються нібито вибори, але там не вирішається питання влади для народу. Звичайно, у день виборів хоч один з кандидатів звертався до нас і казав: люди, будуть фальсифікації. Глядите, вони вже набрали у комісії тільки своїх людей. Виходьте на площу, потривайте мене. Давайте примусимо їх, не буде примусимо їх лишити бюлетені. Зараз ні один з цих нібито кандидатів не сказав таке. Вони гуляють як клоуна у цирку. Тому я не закликаю вас виходити 11 костричника, как боронить их и их гонор. 10-го завершается агитационная кампания. Не надо я машимось оборять вас. Хай не нас, але вас, які приходять на эти сходи. 10-го у 17:00 запрошую вас прийти на опошній виборчий сход сюди, на площу Свободи города Мінська. Коли нас збереться вельми мало, вельми шмат, даруйте, і буде мало места
то перейдем на іншу пляцовку, тут недалеко я ведаю. И на этом месте давайте вырашим, як мы ставимся до этого фарсу. Ці нам 11-го голосовать чи ні. Проголосуем и вырашим. Так само давайте 10-го вырашим, что мы будем робить далее. Як мы будем вертать свою владу себе, белорусскому народу. Максима, ми знайдемо чи пропонуємо некое рішення. А зараз я вельми вдячний всім вам, хто прийшов сюди, нягледзячи на заполохвання, нягледзячи на те, що країна знаходиться під гэтым жудасним пресом, нягледзячи на те, що ви рекрутсмены не тільки по горелці і самозабойствам, але ще по міліції, по спецслужбам. Ви прийшли сюди, ви наш город, ви заправні люди, ви маєте годність. Дякую вам. Покуль мы живые, Беларусь будет жить! Жива Русь! Жива Русь! Жива Русь! Я не ведаю, от вас я чую воклиши, и есть уже записки, как товарищи в форме с погонами назвали свои прозвища. Я называю, я Владимир Никляев, и он называет. Не шапайте этих хлопцев. Вот я ему вручаю лист от народа. Коли ласка, товарищ капитан. Да, коли ласка. Да. И он скинул, он скинул эту паперку на землю. Это смерть для его. Значит, вы люди без прозвища, так выходит. Команду вали. Ладно, я не думаю, что им зараз солодко, и яны за солодой виконують эту службу, але что ж, есть можливість, у кожного за правди есть выбор. Нема выборов, але есть выбор. Робить чи не робить, чи заставаться человеком с сумлением, чи хвировать сумление в деле службы для благ. Это кожен вирішає сам. Коли ласка, зараз тут есть люди, які хочуть разом з нами помолиться за Беларусь. І за этих людей у погонах так само, і за їх дітей, за всіх нас. Я за їх безпеку тут так само відказую. Коли ласка, Федорина. Ой, Галина, перепрощаюся. Ви що дуже? День добрый. Я сама дитя войны. Моя мама народилась у першую суследку, я в другую суследку. Я не памятаю войну як таковую, но я памятаю ту галечу послевоенную. Тут есть мои люди, які сябри, які так само дети войны, як той же Олесь Марочкин. Мы не хочем такого лесу нашим нащадкам. Не повинно мы быть ни щитом, ни мишенью. Нельга. Наша и так країна полита кровью, слезьми. В моем классе из 40 человек только у 5 были батьки. Вы хотите, как ваши внуки росли без батьков? Не хочуть, я не думаю. Я просто не чуете вас. Не чуете. А, вы не чуете меня, да? А куда говорите? Не, ну просто так тихо. Я хочу... Чуете? Я хочу сказать вам, что мы зараз у тым рагу будет группа молиться за Беларусь. Але першим будем... Тут люди разных конфессий. И я вельми хочу, чтобы мы все разом, тройчы, помолились с нашей самой головной молитвой, якую нам передала Лариса Гениуш. Боже, борони Беларусь. Коли ласка разом. Боже, борони Беларусь. Боже, борони Беларусь. Боже, борони Беларусь. Дякую. І долучайтесь, там уже йде молитва. Пусть там уже гучить могутний Боже, наш національний гімн, долучайтеся до молитви. Я ще раз закликаю вас усіх 10 кастричника на заключний мітинг у рамках этой так званой виборчої кампанії за свободные и справедливые выборы. Приходьте и приводьте с собой усіх, хто розуміє, яка небезпека над нашою країною і хто готовий відстояти нашу незалежність і нашу державність. Дякую вам велике за те, що ви сьогодні тут. Дякую велике. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! І помолимося всі разом за нашу країну. И русская православная
Там вон молитва те наши людьми. Вот они молятся уже на том конце. Можна ваш офіційний коментар? Колькі протоколу ви склали і на кого? А чому ви не хочете відказувати? Так, не мешайте мне работать. Сама акція скончена. Міліцыянты яшчэ чакаюць, каб, відаць, скласці протоколы на тых, каго яны яшчэ не опісалі. Фактычна яны склалі протоколы на ўсіх удзельнікаў акцыі, на ўсіх, хто выступаў з мікрафонам. Адзін з міліцыянтаў па прозвішчы Кухта. Відаць, ён галоўны, але... Маша, возьми! Маша, возьми! Маша, возьми! Возьми Славу туда к молитве. Славу до молитвы потащи. Господа для велика. Маша, возьми! Все разом. Разом? Да. Конечно, возьми. Могло быть наша правда сегодня ситуация не улучшилась. Выборы фальсифицируются, а в это время, к сожалению, большому, в связи с событиями на Украине, Запад принял решение. Все, хлопець тогда. Ну, все. Дякую. Спадар Миколай, ну як ви оцінюєте виніки акції? Може бути, вам було видать, скільки людей прийшло? Бо мені от знизу не було видать. Ведається зверху, отсюль, я думаю, що людей було більше на минулій акції. Це було зауважено одразу, коли відкрили сквер, бо в той самий час, як я прийшов до скверу 23-го, то там було людей, ну, кілька разів менше. Я думаю, що разів у 1,5-2 людей, можливо, було більше, наскільки це видно. Люди стоять вельми стиснуто, це можна, кажуть, полічити на площу акції, помножить на 2 квадратных метра, и вы будете иметь, потому что люди стоят вельми щільно. Ну, акція відбулася, ми затвердили свою позицію, ми виконали свій обов'язок, мабуть, і перед сьогоднішнім білоруським громадством, і перед будущим. Сподіваюся, що голос нас буде почутий, що білоруси зрозуміють, яку погрозу несе ця база. Як оцінюєте діяння міліції? Ну, яны не маюць, мабуть, прамога загаду да нейкіх брутальных дзеянняў, не спрабавалі там прэвентыўна арыштаваць ці што, бо заклік да несанкцыянавана уже, кажуць, ёсць падстава для гэтага. Уже это будзе трэцяе мне адміністрацыйнае спагнанне. Я не ведаю, якія далейшыя дзеянні будуць, навошта тут стаяць, але ну, людзі выконваюць. Гэта не міліцыя, гэта яны выконваюць загад, усё ідзе аднаго чалавека, і я не стаў бы, кажуць, на гэтых людзей рабіць якіх раніх, бо не сапраўды крайне. Они просто там, мабуть, недзе з удзелам Лукашэнкі адбывалася сустрэча, і ён раздаваў каманды, што рабіць сёння, у тым выпадку ці гэтым. Вы протокол подписывали, брали копію? Не, я адмовіўся нават размаўляць на эту тему. Раней я там, каб не заміналі, даваў пашпарт 2 разы, ідзіце там напішыце. Яны рабілі это ў куточку, а зараз это нахабство, калі замінаюць праводзіць, то я адмовіўся мець гаворку з імі. Дякую вялікі, гэта быў Мікалай Статкевич. Она ставится именно для того, чтобы здесь была мобильная российская военная сила для решения любых проблем, возникающих в Беларуси, в самой Беларуси. Да. Именно поэтому мы собрались. Серьезная угроза нашей независимости. Люди, дякую вам! Все, побачимося 10-го. Дякую вам! Дякую вам, Микола! Дякую, Микола, ми вас поважаємо. Дякую вам! Сейчас торжественное вручение протокола вам будет. Не думаю. Я думаю, что противники Лукашенко. Никто их не открывай. Я рад тебя видеть. Я просто... Товарищ капітан, ще невідомо, чим ще кончиться будуть. Просто вам треба... Я вас фотографую. Не добрі хлопці. Вони будуть...
Акцыя скончаная і акцыя скончылася. Нават міліцыянты ўжо, якія да апошняга чакалі, каб скласці апошнія пратаколы на ўсіх удзельніках, а складалі пратаколы на тых, хто трымаў мікрафон і хто выступаў з гэтай імправізаванай трыбуны. Нават гэтыя міліцыянты сышлі. Яны не прадставіліся, не сказалі, колькі пратаколаў яны склалі, але паведамілі, што складаюць пратаколы за удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Наколькі я ведаю, большасць людзей, на якіх пратаколы склалі, адмовіліся іх падпісваць і адмовіліся браць копіі пратаколаў. Цяпер людзі застаюцца яшчэ на плошчы. Не ведаю нават, наколькі ацаніць колькасць удзельнікаў. Я думаю, што чалавек 300 прысутнічае сёння. Можа быць, нават і больш, кажуць мне. Каля 500 чалавек, напэўна, тут ёсць. Людзі прыйшлі нават з самаробнымі адмысловымі плакатамі. Вот зараз мы запытаемся у маладога чалавека, што азначае ягоны плакат. То есть, насамрэч, гэта не мой, я просто взял сфотаграфавацца, таму я даю уладарніку. Ну, такі вельмі просто саркастычны, то бишь, як быццам хлеб солью сустракаюць, але насамрэч, то есть, гэта бомбы, то есть, тое, што можа Расія нам прынесці. Гэта не нейкія змены, не дэмакратычныя, не барацьба з карупцыяй, да, тое, што, тое, ну, пра што робяць свае там дзейнасць Еўрапейскі звяз і таксама Злучаныя Штаты Амерыкі. А Расія, што яна нам прапануе? Толькі рускі мір, духоўнасць, то есть нічога, што мы можам памацаць, паглядзець на рэальныя змены. Вось. Дзякуй вялікі, пагаворым з аўтарам плаката. Добрый вечер, день. Что у вас за плакат? Чему вы пришли менавіта з ім? Ну, потому что пикет сегодняшний посвящен тому, что мы не хотим, чтобы на нашей территории были иностранные военные базы. Мы хотим быть мирной страной. Нам не нужны базы. А Путин – это вообще человек, который пытается эту базу у нас установить. Дякую. Можете представиться? Гэта Радио Свобода. Николай Козлов меня зовут. Дякую вялікі. Так, сапраўды, тут, калі я змагла ўжо выйсці з гэтай сцэны, вельмі шчыльна стаялі там журналісты каля удзельнікаў, каля тых, хто прамаўляў сёння. Ужо бачу, што людзей сапраўды шмат, гэта, відаць, і ёсць нейкія 500 чалавек. Вельмі шмат людзей са сцягамі, такі ўрачысты сапраўды мітынг атрымаўся. Вось спадарыня Ніна Багінская, чалавек сцяг. Спадарыня Ніна, чаму вы тут? Доброе. Вот сустрэла тут шмат знаёмых, прыемна было. Але ж, ведаеце, мне сумна, такое ўражанне, што тут сабралась людзі з апазіцыі. А дзе народ? Дзе народ? Ситуация небяспечная. Калі Лукашенко за 2-3 миллиарда подпишет нам установку тут базы, значит, гэта разворот задницей у Европу, тварам на ўсход. Гэта небяспечна. По-вашаму, мало людей пришло? Мало. Я меркавала, з 4-го было столькі ж, што прыйдзе больш. Шкада. Люди спять, ці не разумеюць небяспечную ситуацию для нашей краіны. Бо і нават Лукашенко лясніца. У нас не лясніца вся незалежнасць. Все, што Пазняк зрабіў, калі вайсковыя базы былі выведены з нашай тэрыторыі, то зараз небяспека, ну, на 95%. Я не верю Лукашенко. За ўладу, за свае грошы, за свае маёнткі, што он тут набудаваў, ён можа здрадзіць нашим нацыянальным інтарэсам. Дякую вялікі. Гэта была спадарыня Ніна Багінская. Дякую. Добрый
Добрый день, а можно вам задать питание? У прамым эфире Радио Свобода. Не? Или... Ну, мабуть, тільки коли на російській відкажу. Коли ласка, отказывайте на российское. Чему вы тут спынились? Вы удельник этой акции, вы просто гуляли? Я против российской базы на территории Республики Беларусь. Я против вообще любой иностранной военной базы на территории Республики Беларусь. А чему так? Чем она погрожает, по-вашему? Ну, я считаю, что любая военная база на территории страны вызывает нехорошие взгляды там, соседей, против кого она направлена. То есть, ну, вне зависимости от того, будет это база российская, либо база НАТО, я против. Мы должны быть независимыми, мы должны быть, скажем так, дружить со всеми, но быть сами с собой. В любом случае, я в свою квартиру не зову соседа сверху, чтобы он пожил там или похоронил свои вещи. Дякую великий. Одну секундочку. Еще очень можно хорошо сказать, если сосед мой охотник, он свое ружье у меня в квартире хранить не будет. Дякую. Бачите, у розных людей розныя аргументы, але кожны... Напэўна, тут уже не засталося на плошчы людзей, якія просто гуляюць, а ўсё ж такі гэта людзі з пэўнай пазіцыяй. Можем падысці да спадара Міхася Купавы. Гэта таксама мастак. Далеко. Просто мы збираемся. Добрый день, спадар Купава. У прамым эфіры Радыё Свабода. Хочам задаць вам пытанне. Чаму вы тут? Ну, тут павінны быў бы быць увесь Мінск, потому что пытанне злабадзённае. Вось. І таму вот мы з Крысцінай тут. А Крысціна гэта хто? А Крысціна моя ўнучачка. Вот. Таму яна таксама пратэстуе супраць всякіх розных палкоў расійскіх, якія тут хочуць размясціць. Як, по-вашаму, прайшоў мітынг? Ведаеце што, мы прыйшлі даволі позна. Таму, ну, мне падабаецца ўсё. Па-першае, месца выдатнае, тут такі экстэр'ер, так, сцягоў дастаткова, народу немало, так будзем казаць. Вот. Ну, але ж тут няма тэхнікі, няма гуку нармальна, каб он адтуль пачуць. Таму мы нічога не чулі. Ну, але так, агульны ўздым, там і жыве Беларусь, і ўсё гэта зразумела мы улавлівалі. Так што гэта ўсё нармалёва. Дзякуй вялікі. Цяпер пытанне. Ну, я правильно сказаў? Это ж супраць... Так. Окол, здаецца. Так што тут всё... Заканчивается. Так что, может, стендапчик? Олесь. Я прапаную ўсё ж такі яшчэ падысці да прыступак і паглядзець, што там адбываецца, ці засталіся яшчэ арганізатары гэтага народнага сходу, і, можа быць, там яшчэ ёсць нейкія прамовы. Але выглядае, што яны проста адказваюць на пытанні журналістаў. Журналістаў сапраўды вельмі шмат. Здоровье, я так называю. Я никого не выделяю. Граждане Беларуси должны быть законно перед законом. Знаете, тут? Меня обещал, что меня оскорбило. Обещал, что нет. Все закрыто. Меня оскорбило, пожалуйста, еще. Як ви агулом оцінюєте сьогоднішню акцію, порівняння до акції, які вже проходили на Площі Свободи? Я бачу, що кількість удзельників акції росте, і зараз вона більша. Безумовно, хотілося, щоб вона росла більшими темпами, але в цій сувязі я вспоминаю 10-й год, коли справді 7-8 опозиційних кандидатів своїми виступами кожні 2 рази по півгодини утворили у громадстві атмосферу, ну, скажімо так, певних сподівань на демократию и снизили страх. И вот мы провели встречу с выборщиками на Костричинской площади напередодні, и там было около 1000 человек. Это при том, что там все люди ведали, что они в безопасности. А потом на площадь Незалежности в день выборов пришло, ну, по разным оценкам, там от 80 до 100 тысяч, там, ну, у демонстрации провели, там уже потом на Незалежности там полова сошла. Але все ж таки, мабуть, я про это кажу, я все ж таки, я сподіваюся на те, що акція 10-го людей прийде непорівнянно більше. І навіть не в рази.
Бо про гэта сведчыць весь мінулы досвед. Беларусы, яны людзі такія прагматыкі, яны канцэнтруюцца на асноўным. Безумоўна, усім зразумела, што акцыя 10-та гэта асноўна. Уже двойчы на вас быў складзены протакол. Тройчы, уже сёння тройчы. Сёння уже тройчы. Атрымліваецца, што можа спраўдзіцца той прагноз, калі казалі, што на вас можа быць перафарміраваны гэта прэвентыўны нагляд уже. Так вы, як вы лічыце, што пойдзе ўлада на такі крок ці не? Я думаю про тое, вот каб усе гэтыя людзі, якія былі на гэтай акцыі, тым ліку людзі з гэтымі, чаму яны так любяць гэтыя фуражкі там, я заўважу, што кажуць, чым большая плошча фуражкі, тым меншая плошча таго мозга пад фуражкай. Нават і гэтыя людзі таксама, што яны будуць у бяспецы, што яны нармальна дабяруцца да хаты, што іх усё будзе добра. Я так бачу, што да гэтага ідзе, і тут мой прагноз спраўджваецца, так званая агітацыйная кампанія абараняе людзей. Таму гэта яшчэ адна з прычын, чаму я прызначаю акцыю не на 11, а менавіта на 10. Бо 10 о 24:00 толькі завяршаецца агітацыя. Таму я кажу, выбарчы сход, і гэта абараняе людзей. Вот зараз я думаю про тое, каб усё нармальна было 10. Каб усе людзі, якія будуць мець волю, мужнасць прыйсці на гэта, каб яны мелі магчымасць выказаць сваю пазіцыю, і каб яны ўсе дабраліся да хаты, і каб усё было ў іх нармальна. Я думаю про гэта. А ўсё астатняе, гэта на 10 месяц. Хай гэта робіць, што хоча. 23-го вы сказали, что придете и спросите у людей, проголосуете, что делать дальше с Лукашенко. И с я сказал, это будет 10-го. Так. 23 сентября. Так, 10-го. Если люди проголосуют 10-го. За и сегодня площадь, так само сказал. Вы поддержите это голосование? Не, я сегодня так само сказал. 10-го на площади мы будем голосовать, что робить за этими выборами. 10-го, так. Господар Миколай, скажите яшчэ раз, калі ідзе наступная акцыя? 10 кастрычніка ў 17:00 на площади Свободы ў Мінску наступная акцыя. Калі людзей прыйдзе значна болей і месца не хопіць, то мы мирно, спокойно, тихо перайдзем больш прыдатна для такога сходу месца. Я го ведаю, мне ёсць. Вот это рыба, чтобы на тебя свалил. Вот как у Сирии будет. Вот тогда ты узнаешь. Вот будет вас, вот будет такая же Сирия. Я не сдавайся! Это белорусская служба «Радио Свобода». Мы заканчиваем нашу онлайн-трансляцию с площади Свободы ў Менску. Сегодня тут отбывался народный сход за мирную и нейтральную Беларусь. У сходе по наших подликах приняли удел не меньше за 500 человек. Эти люди пришли, как выказаться супраць размещения российской военной базы на территории Беларуси. Расійскай вайсковай базы. Я нагадаю, што першымі палітыкамі, якія звярнуліся з заклікам выступіць супраць размяшчэння расійскай вайсковай базы ў Беларусі, былі Мікалай Статкевіч, Уладзімір Нікляеў і Анатоль Лябедзька. Пазней да іх далучыліся іншыя палітычныя рухі. І вось Уладзімір Нікляеў быў адзін з першых, хто прыйшоў зараз на плошчу, і мы паспрабуем зараз спытаць яго, якія планы на сённяшнюю акцыю. А за вайну ще ўсняць ціхары глядзелі? Радио Свобода ў прамым эфіры. Скажите, калі ласка, якія планы на сённяшні день? Вот на сегодняшний день мы сбираем людей, такие
які готові відстоювати нашу державність, нашу незалежність. Ось, наприклад, Миколайчик, да? Миколайчик. А что вы зараз робите, скажите, коли ласка? Пишу. А что пишете? Пишу. Секрет Что, совсем не скажете? Протокол сам на себя. Сам на себе протокол. Ну, ці правильно я розумію, що будете збирати підписи супротив розміщення російської військової бази у Білорусі? І по батьку як? Олександрович. Скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте від сьогоднішнього сходу? Я чекаю від сьогоднішнього сходу того, що на ній будуть білоруси, які врешті утямлять, що можна накопати бульби на всю зиму, а її з'їдуть не вони самі. Таке бувало в історії. От пам'ятаєте, старейших нема, добрий день. Було таке кіно, Каїн 18 називалося. Хто бачив? Там такий ось епізод. Один король другому королю подарив гармату. Другий каже, король, а на що мені ця гармата? Мені не треба ваша гармата? Ні, каже, як це тобі не треба наша гармата? У нас просто столько уже гармат, что нема где ставить, так мы, давайте я поставим. Поставили тому королю гармату. После не поспели зернуться, когда их уже тупают солдаты. А куди ваши солдаты тупают? Пытаются в этом королевстве, у яким гармату поставили. А оховать нашу гармату мы притупали. Так мы ж кормить вас не сможем, у нас бульбы нема. Кепская бульба в этом году родилася. Это нас кормить треба було, щоб у нас стрельбів не було. А люди со стрельбами завжди самі себе прокормять. У нас є великий досвід, ми вже не однойші дарили гармати. Ось що нас, коли переводять це. Але тут не казка, а реальність. А де дівся хто-небудь? Ні, я бачу, що ти тут, Олесь. А де дівся? Господин Статкевич, скажите, пожалуйста. Я не Статкевич, Статкевич зараз подъедет. Для чего вы пришли сегодня на площадь? Скажите, пожалуйста. Сегодня мы пришли на площадь, я думаю, все, кто тут есть, как сказать, не порушению Конституции Республики Беларусь, у якой написано чорним по білим. Во всякому випадку так було написано у першому варіанті, що Білорусь є тільки нейтральна країна, яка без'ядерна, яка не збирається ні з ким воювати. А тепер виходить, що цей статус порушається, і ми потрапляємо у пастку, з якої ніколи не виберемося до цього статусу. Коли ми розмістимо тут военные базы, то мы, значит, будем в военных блоках и згубляем нейтральный статус, а значит, мы губляем ту перспективу европейского развития, яку займели у вынику нашей незалежности. Это допустить нельзя, это просто здрада нашему народу, нашей краине, нашей будущині, нашим детям. Вот, как этого не сталося, я думаю, сегодня придут люди на эту площадь. А хто ще з політиків долучився до вас? Телезрителям в России и в мире. Значит, телезрителям России скажу, значит, тогда на великом русском языке. Я не русофоб, и никто из этих людей, которые пришли сюда, не являются русофобами. Это неправильная трактовка совершенно вопроса. Дело какого рода? Знаете, это вот предлагать дружить с военными базами, это примерно как к соседу идти дружить с ножом. Да? Открываешь ножом дверь и говоришь, а давай мы с тобой подружим. Ну, немножко подружат, а потом кто-нибудь кого-нибудь зарежет. Никто не спорит и не собирается оспаривать того, что есть, совместно прожитую историю. Но даже братья все-таки стараются жить в своих домах и стараются в своих домах быть хозяевами. И мы только за это. К сожалению, руководство нашей страны, Беларуси, за 20 лет проведения той политики, которую оно проводило, попало под полную зависимость от руководства России и практически
главных политических вопросов оно не в состоянии решить самостоятельно. Поэтому Лукашенко здесь что-то рассказывал о том, что нет, конечно, не нужны нам базы. В Сочи его позвал Путин, цикнул там на него. Лукашенко вернулся и сказал, нет, мы никак не можем, вот, потому что Россия наш большой друг и брат. Да, я не спорю. Но дружба дружбой, а жизнь все-таки у каждого своя, и причем одна. А какого резонанса вы ждете у мировой общественности? Я жду вообще-то поддержки этой акции, как со стороны мыслящих людей в России, которым не думаю, что нужна милитаризация России. Не думаю, что русские люди жаждут, чтобы все средства вбухивались в военно-промышленный комплекс. Ведь, по сути дела, за эти годы независимости России не произошло ничего такого, чтобы стало гордостью России. Не создано новых высокотехнических производств. Никуда Россия не продвинулась в политическом смысле. Не создан демократический институт, на котором бы могло стоять государство. А вот как только появилась возможность показать имперские зубы, все, значит, эти зубы выставили. Но кроме зубов-то ничего нет, а сегодня зубами весь мир не перекусаешь, потому что очень много в мире зубов, и в большинстве свои зубы голодные. Спасибо. Так что... Как вас правильно представить? Владимир Никляев, кандидат в президенты Республики Беларусь 2010 года, лидер движения за государственность и независимость Беларуси. Спасибо. Пожалуйста. Мы бачым, што людзей сабралася ўжо даволі шмат. Людзі прыйшлі са сцягамі, з бел-чырвона-белымі сцягамі. Людзі уступілі ў дыскусію з карэспандэнтам расійскага тэлебачання, які толькі што задаваў пытанні Уладзіміру Никляеву. Зараз мы паспрабуем паказаць вам, колькі людзей сапраўды сабралася. Плошча запоўнілася літаральна за некалькі хвілінаў. Вот яшчэ ў 16:30 тут не было зусім людзей, але ўжо недзе о 16 гадзіне каля 3 десяткаў чалавек у цывільным стаялі на плошчы і ў ваколіцах яе. Праўда, людзей, напэўна, не так шмат, як хацелася бачыць арганізатарам гэтай акцыі, якія гучна назвалі яе «Народны сход». Юрась Губарэвіч, прадстаўнік руху за свабоду. Спадар Юрась, я ведаю, што вы далучыліся, падпісалі гэтую заяву супольную па правядзенні гэтага народнага сходу. Скажыце, калі ласка, чаму рух за свабоду далучыўся? Так, натурально, заявление российских военных баз на территории Беларуси – это та погроза, яка об'єдновує всю опозицію і ширею, всіх громадян Білорусі, які хочуть бачити нашу країну свободною і незалежною. Ми бачимо, які події відбуваються в регіоні, коли Росія виступає як країна-агресор, яка не спиняється ні перед чим, яка готова відхопити чужу територію, нападати на сусідів. І ми лічимо, що Білорусь так само знаходиться під потенційною погрозою. Военная база – это краковая пухлина. Коли ее допустить на нашей территории, она обовязково рано чи поздно даст метастазы в выгляде зеленых человечков, які просто розползуться і будуть диктувати там тут нам свою волю. Тому ми рішуче виступаємо супроть планів керівництва країни по розміщенню російських воєнних баз. Спадар Юрась, вось апроч гэтай акцыі, што яшчэ будзе рабіць палітычныя лідары для того, каб все ж таки не дазволіць размясціць тут расійскую военную базу? Трэба перадусім інфармаваць насельніцтва, бо ад волі грамадства залежыць тое, што тут будзе адбывацца. І калі браць пытанне народного рэферэндума, одно з іх наўпрост тычылась патрабавання прытрымлівацца Канстытуцыі і забяспечваць статус Беларусі як нейтральнай краіны. І пад гэтым пытаннем мы ўжо сабралі больш за 120 тысяч подпісаў і будзем працягваць збор подпісаў надалей. Трэба працаваць з людзьмі, выходзіць на іх, тлумачыць, што военная база – это наўпроставая небяспека ім і іх сем'ям. Дзякуй вялікі. Гэта Юрась Губарэвіч, прадстаўнік руху за свабоду. Вось мы бачым, што людзі падрыхтавалі адмысловыя слоганы. Гэта вядомы актывіст Леонид Кулакоў. Ён стаіць тут нават з плакатам. Зараз мы запытаемся, што азначае гэты плакат. Беларусь не Крым.
Просто белорусы просто так свою землю никогда не дадут. Мы ее не предадим, как предали бывшие украинские граждане и военные. Мы будем за нее, за нашу родину будем змагаться. Як у вас прочування, чим акція скончиться? Ничем. Все будет тихо, спокойно. Лукашенко боится сейчас перед кем-то, что-то, перед ОБСЕ, перед Европой высказывать, делать какие-то репрессии. Я могу сказать более того, хотя Лукашенко мой враг, но если понадобится, я буду сидеть с ним плечом к плечу в одном окопе и защищать родину. Только мы будем знать, кто что защищает. Я родину буду защищать, он свой трон. Дякую вялікі. На площі з'явився Анатолій Лябедька, один з ініціаторів гэтай акції. Спадар Анатолій, Радыё Свабода ў прамым эфіры, просім прабачэння. Скажыце, калі ласка, які чаканні ад гэтай акцыі? Какие чаканні? Я все-таки оптимист и веру, что будет Беларусь. Базы, коли будут, то только овощные, да, але не военные. А все залежит остатні ад нас. Конечно, коли будет супротив, коли будет шмат людей, які будут демонстрировать свою громадянскую позицию, то, конечно, за этим будут лечиться и мясцовые влады, и Лукашенко, и Путин. Коли мы будем абыяковые, ну, будет як заўсёды. Дякую вялікі. І на площі з'явився ўжо Миколай Статкевич. Вакол яго ўжо сабраліся людзі. А хто тут? Не уявляюся. Само склала. Господар Миколай, добрый день. Радыё Свабода ў прамым эфіры. Что зараз будет адбывацца? Расскажите нам. Зараз будет народный сход выборщиков у межах так званой агитационной кампании президентских выборов, але он будет тематичным. Мы будем сегодня обмерковывать наше ставление до намеров Кремля, супротив яких ніяк ще не обозвався господар Лукашенко, разместить у Бобруйску российскую войсковую авиабазу. Вот сегодня будем это обмерковывать. Я думаю, что тут людей этот раз на початку еще более, чем было в минулый раз. Вот акция 23 вересня. Зараз, я думаю, мы кружку постоим до 18:00. Потом мы переводим уже на звыклую пляцовку. Вот тут мы не разместимся все. Ну и будем, люди потихоньку будут збираться, как это звичайно белорусов бывает до 8:30. Вот. Але мы уже почнем выступать, не за хвилину, просто 10, я думаю, почнем промовлять. Вот и все. Дякую вялікі. Мы чакаем, калі сапраўды пачнецца асноўная частка гэтай акцыі. Вось вышэй за ўсіх хлапец трымае бел-чырвона-белы сцяг. Что? Добрый день. День добрый. Як вас зваць? Костя. Чому ви тут? Потому что я супраць российских авиабаз и супраць российской агрессии на уголе. Ну, а якую пагрозу вы бачыце ад таго, што тут будзе расійская военная? Ведаем, что сталося с Крымом. Мы хочем того же самого з нашей краіны? Конечно, не. Дякую вялікі. А вы чаму са сцягам Еўразвязу? Я падтрымліваю далучэнне Беларусі да Еўразвязу, бо гэта забяспечыць нам бяспеку, мір. А што наконт расійскай вайсковай базы? Я лічу, гэта вельмі непрыемліва для бяспекі Беларусі, бо гэта яны дразняць захад. Вось. Ну і ваше меркаванне таксама, вы ж відаць разам. Ну, не трэба з Беларусі мішень рабіць. Мы незалежная краіна, у нас ёсць свае вайска, свая армія. Навошта нам Расія тут? Дзякуй вялікі. Сцягоў усё больш. Збольшага гэта бел-чырвона-белыя сцягі, ёсць таксама сцяг АГП. Давайте послухаем, что каже Миколай Статкевич. Будуть вимушені призначити на білоруський город Бобруйск повний наряд сил і сродків. А можливо, навіть і ядерних, так мовити, сродків, тому що ці самоліти російські можуть нести ядерні бойові заряди. А ймовірні противники тут, можливо, це Україна і НАТО, тому що ця база призначена супротив Києва, 300 кілометрів по прямой до Києва. Це видовочно, це погроза Україні. Ми не хочемо, щоб з нашої землі заходила погроза нашему близкому до нас братнему украинскому народу, навіть коли эту погрозу организує так само близький до нас російський народ. Я думаю, що вони повинні свої відносини висвітлити у іншому місці, по Жадану, у залі перемовин, а не втягувати нас у військовий конфлікт. Послушайте, вот говорят же, если он не согласится...
Переходимо на іншу пляцовку. Пляцовку. З того боку ратуши. Виктор! Все пересовываются на иншую, большую пляцовку. Думаю, что тут несколько десятков человек, может быть, 150 найхудший. А коли погодится, тогда мы будем его ликвидовать, державного соратника. Когда потом, да еще это как сказать, а тоже Путин его ликвидирует. А мы на что? А мы на что? Будем сопростоять этому. Потому что он подпишет бумаги. Авиабаза на нашей территории. Как пытали думку народа. Что казать? Давайте будем робить то, что можно робить. Мы хотим выказать свою думку. Спадарыня Марына, можна вас запросіць у прамы эфір Радыё Свабода? Скажыце, калі ласка, як вы ўвогуле ставіцеся да таго, што спадар Мікалай распачаў такую актыўную палітычную кампанію, як толькі выйшаў? Ну, безумоўна, скажем так, мне тревожно, але я яго цалкам падтрымліваю. Я думаю, што ў этой краіне шанс на перамены якраз звязаны з тым, што мы не будем маўчаць, не будем хавацца і чакаць, пакуль праплыве труп нашага ворага. А ваше стаўленне да расійскай ваеннай базы? Ну, калі я тут, так яно здаецца мне відавочнае. Дзякуй вялікі, гэта Марына Статкевіч, Марына Адамовіч, жонка Мікалая Статкевіча. Цяпер все удзельнікі акцыі перасоўваюцца на большую пляцоўку. Давайте будем намагаться быть просто нейтральными и сопровождать за всеми. Навошта нам это? На эту базу будут призначены боеголовки НАТО, будут призначены самолеты Украины. Навошта нам это? Микола, привітання, чисто, рада, так само взаємно. Вот, малюнок, можна сказати. Гэта спадар Марачкін прынес адмыслова на акцыю падрыхтаваны малюнак. Олесь Марачкін, гэта вядомы беларускі мастак. В Сирию полетел. Будьте любезны. Вова полетел в Сирию. Да. Дайте паспрабую запытаць спадара Алеся, што азначае ягоная карціна. Да ничего, нормально. Глядится вот. Познается, скажет, познается. Спадар Алесь, што на вашей картине? А? Ну, антивоенная тематика. Вот, познавальный Путин тут. А внизе пара, батька и сын с кветочками. Уже готовы принять. Готовы принять этот самолет, боевой самолет. Так, добре. Гэта быў Олесь Марачкін, мастак. Цяпер мы чакаем, калі ўсё ж такі пачнуць прамовы свае арганізатары мітынга. Территории Беларуси. Дякую вам за то, что вы нашли в себе мужность выявить свою громадянскую позицию
не побоялись нашу незалежность и нашу державность. Небяспека не казочная, не фантастичная. Коли б не было прикладу України, коли б не було Донбасу, коли б не було Криму, можна було б лічити так, як змушають нас лічити офіційні пропагандисти. Ну що такого? Поставить военную базу, чимало у свете военных баз, шмат у свете военных баз. Але у Крыме была российская военная база. И на российской военной базе узникли те солдаты, зеленые, там были червоные, неважно, которые захопили территорию незалежной державы Украина. И коли это было там, чему этого не может быть тут? Коли было там, значит, может быть тут. И я переконаний, что военная база российская створяется не для вирішення внешньополітичних питань. От нам декларується, що вона буде поставлена для того, як обороняти нас від можливого нападу. Наскільки я ведаю, з того боку, з якого збирається нас обороняти, ніхто нападати не збирається. Ні Литва, ні Польща, ні Латвія, ніхто. Худший будуть вирішатися внутрішньополітичні питання. І ця база може стати тим, чим стала російська база у Кримі. Ми цього з вами не можемо допустити. Для будущего Білорусі, для будущего наших з вами дітей. Будь ласка, слово Миколу Статкевичу. Дякую тим, хто не боявся прийти сюди. Прошу привести к супростоять войне. Диктатура – это война. Диктатура – это война супротив власного народу. Тихая, небачная война. Але у нас є страти. За 20 років У нас миллион працує на інших країнах. Ми чемпіони по алкоголю, по забойця. Это вынес тихой войны. Диктатура – это погроза громадянской войны. Вона забирає у народу можливість порозумітися поміж собою людям різних поглядів у демократичному парламенті. І зараз бачимо, диктатура штурхає нас до глобальної війни. Вона робить нас мишенью для неких метів, як на год ці два посидіти в цьому креслі. Лукашенко робить нас максимой охраной от ядерных ударов. Лукашенко – это война. Будем противостоять войне. Войне! Нет! Войне! Нет! Войне! Нет! Войне! Нет! Лукашенко! Нет! Войне! Живе Беларусь! Живе! Анатолий Лебедев. Добрый день, здоровые громадяне. Мы, так все находимся под уражением недавней сессии ООН у Нью-Йорку. Нас, видать, уразила наша официальная делегация. Знакомитый Дымов, самый сумный министр замежных справ свету. Ведаете кто? Макей. Это господар Макей. Коля Лукашенко. На великий жаль, мы не почули с высокой трибуны з вуст Александра Лукашенко, что мы мусим робить, чтобы забезпечить безпеку 9,5 миллионам людей, які проживають тут. Я нагадаю, на початку 90-х Верховний Совет 12-го скликання прийняв рішення об виводі ядерної зброї з території Білорусі. 1140 зарядів тактичної ядерної зброї і 82 ракети були виведені з території Білорусі. Але ці тримали ми узамін гэтага безпеку.
Ми отримали Будапештський меморандум, але насамрэч він оказався просто паперой, яка не оборонила Україну, і вона не оборонить Білорусь. І можна було б чекати, как Лукашенко, ну коли не Лукашенко, то Макей, но коли не Лукашенко, не Макей, хоть бы Колев, написали, как он это огучил, что нам потрібні гаранти не в вигляді воєнної військової бази, а нам треба новий Будапештський меморандум, у яким буде затверджена відказність тих, хто гарантує нашу безпеку. Тільки такий шлях один може гарантувати безпеку, але не воєнні бази. І я хочу звернутися наприкінці з наступним. Ведайте, як тільки ви з'явилися на виборчому участку, ваш голос за военную базу на территории Беларуси. Потому что эти голосы все будут отдадены Лукашенку. Это будет означать, что он отримає легитимность. И когда он подпишет погоднение об войсковой базе, тогда ведайте, той, кто пошел на выборчий участок, и он допомагал Лукашенку отримать легитимность и дать ему карт-бланш, у тим ліку на новые военные базы. Сегодня достаточно шмат людей пришло. Засталося еще некоторые дён вот этой кампании выборчей. Давайте мы съеднаемся, давайте мы будем тлумачить людям, что в этот день нельзя сходить и принимать удел у так званом голосовании в выборчем фарсе. Только тогда, когда тысячи людей будут приходить вот на такие антивоенные пикеты, только тогда мы можем оказывать тиск на владу. Живи Беларусь! Юрий Губаревич, нужно свободу. Гэтая ўлада ўжо 20 год падманвае беларускі народ. Сёння яна спрабуе падмануць нас у чарговы раз. Яны гавораць, што толькі прэзідэнт адзін і з'яўляецца гарантам мірнага неба і будучыня незалежнай Беларусі. Але гэта не так. Вы самі бачыце, гаворыць адно, але робіць іншае. Ён гатовы ўжо падпісаць дамову пра введзенне на нашу тэрыторыю расійскай военной базы. Эта военная база, как раковая пуглина, даст свои метастазы. И коллег... свою справу, але мы протягнем. Коли Лукашенко думает, что российская военная база оборонит его от демократии, от незалежных выборов, это не так. Это та погроза, якая рано ці поздно пустить свои метастазы в выгляде миллионных человечков. И гэтыя люди, як это было в Крыму, прийдут и выкинут сегодняшние улады из их выконкамов, поставят замест червоно-зеленого стяга свой российский триколор. На сегодня, по данным социологии, только 22% белорусов готовы подтримать размещение тут российской военной базы. Большесть громадства супрать. Самые лепшие люди собрались сегодня тут, на этой площади, нас сотни. Я сподіваюся, что коли погроза стане реальной, коли после выборов, после того, как все это пройдет, Лукашенко поспробует поставить свой подпись, на улице Беларуси для мирного протеста выйдут десятки и сотни тысяч людей. Живе Беларусь! Супрацоўнікі міліцыі запаўняюць протоколы. Я так разумею, на кожнага з арганізатараў свой асобны протокол. Капитан, может вы мне дасте сказать, и сами скажете что-нибудь супраць военных баз? І асобны супрацоўнік міліцыі на кожнага. Может вы подшулись трохи, товарищ капитан? Товарищ капитан! А в чем Он вам сам расскажет. А мы вам задаем питание. Скажите, калі ласка, что тут... Вот вам приклад нахабства влады. Просто пришел, залез. Кто хочет еще сказать слово? Зараз. Януклевич Алексей. Дорогие белорусы, дякую вам, что вы сегодня сюда пришли.
Дякую, что вы пришли сказать не о российской войсковой базе. Потому что наша земля – это не плацдарм до российцев. И наши озера и реки Бог створил и дал нам не для того, чтобы их мыли боты российские войсковцы. Кажут, что эта база створяется для обороны белорусов. Нет, эта база створяется для обороны имперских амбиций Путина и інших людей, які сидять сьогодні у Кремлі. Наших інтересів там нема. І російська бомба на нашій землі, російська база на нашій землі, це бомба со спущеним механізмом. І праз нейкий час, пройде некалькі месяцаў, ці пройде некалькі гадоў, яна выбухне. І тому сёння, пакуль яшчэ няма гэтай базы, няма чужых вайскоўцаў на нашай зямлі, мы з вами мусім сказаць сваё цвёрдае і гучнае не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе. Что пишут? Дякую, дорогие сябры. Жили Беларусь! Может, письмо жонцы пише. Ідзе гэтаму рэжыму, які пасылае сваіх служкаў замінаць грамадзянам Беларусі пратэставаць супраць пагібельнай будучыні з расійскімі военнымі базамі. Гэта рэжым антынародны. Это режим антибелорусский, и мы не можем, не маем права его подтримливать. И этим людям неколи будет перед своими детьми соромно за то, что они сегодня робят. Сподяюся, коли у них есть сором. Добрый день, мои поважанные любые белорусы. Сегодня я пришел до вас, как долучиться быть с вами вольными от имя своих детей, неполногодовых и полногодовых. Это будучиня Беларусі. Яны просили мяне, свайго бацьку, бо яны упэўненыя ў тым, что нам не трэба ніякія расійскія базы, каб абараніць моих детей. Мы сами, бацькі, зможем, калі што, ад любого ворага абараніць своих детей. Дык яны просили на двух мовах передать Путину: не трэба нам твои базы, покинь их у оборону своих людей. На это есть российская конституция. Не потребны нам твои российский президент базы. Моим белорусским детям яны не потребные. Скористайся своей конституцией и покидай их у себя дома. Единое, я хочу сказать, что калі нешта адбудзецца, то мы, бацькі, павінны падрыхтавацца, каб не адбылося страшэннага выпадка, які я зараз вам прыкладу, як прыклад. Мы ведаем, что зусім недавно у Республики Армения, где знаходзілась такая самая и знаходится по сегодняшний день российская база, от вар'ята, от почвары российского солдата была знищена уся армянская семья. И даже ни батька, ни само немаўляці не было магчымасці оборонить себя от такого российского гада солдата. Не российским базам на территории Беларуси. Вогуле не никаким войсковым базам во всем свете. Только мир и росквіт для моих и ваших детей. Живе незалежная Беларусь! Наколькі я зразумела з протокола, спадара Лябедзьку, Некляева і Статкевіча абвінавачваюць у арганізацыі масавага мерапрыемства. Згодна Конституции Республики Беларусь, Республика Беларусь нейтральная держава. Нам не потрібні ніякі іншаземні войски. Ми ведаем, як расейцы скористалися, як Путин скористався военными базами у Крыме. Военная российская база тут – это не только погроза посварить нас з усім цивилизованным светом, але это и погроза нашей незалежности. Это наша країна, и мы будем боронить ее сами, без іншої допомоги. От усіх, у тим ліку, от російців.
Стой там. Поважання значне. Стоять з усіх сил, з усіх духовних і фізичних сил за нашу незалежність, за нашу державність, за нашу Білорусь. Я дякую вам за це. Я так само... Зараз, будь ласка. Я так само дякую вам, що сюди прийшли, що удільничали в цьому сході. І згодно со статутом, кожен з тих, хто сьогодні на цьому пляці волі удільничав у стані рук державного... Есть, да, я вижу. Руку. Там. Олег, Марышкин, отец твой, ты самый, Харух твой одет. Самолет твой одет. Пустите самолет. Колеса катайте. Вот, покажи всем людям. Оппозиции понимал? Пустите самолет. Мы последовательны. Таких как ты. Ганьба милициянтов! Ганьба! Ганьба! Часом, я думаю, что активность, видать, была в Польше. Чим ми помиляємося? Каїнбазу зробили тут под Минском, в Дроздах, где. А что Баранович и Бобруйск, это что, далеко? Сябры мои, база, вот то, что тут эти... Да. Ногами летит. Да. Вот. Это небезпека всем нам. Это всем нам небезпека. Поэтому вот, что як заклинание, молитву головнокомандующий Вусатый говорит, что мы мирные люди, у нас мир, спокой. Так покой, дякую Богу, спокой. Спокою не будет. Вот льотає, вот эти бомбы. Хто його ведає, яка тут начинка? Так що давайте разом будемо змагатися за волю, за волю, незалежність, за нашу державність. Дякую вам. Слава Живе Беларусь! Есть вера. Шановне господарство, дорогие мои люди Беларуси, великий вам дякую за то, что вы есть, что вот эта ситуация, яка склалась в нашей країні, ви одні, які дають сили до змагань. Як ви ведаєте, меня не было тут 4,5 года. За этот час я выступал на ростных и великих митингах в Киеве и Варшаве, в Вильнюсе и во Львове. И завсёды я починал нашим одвечным, то, что дал нашим нации, наш гений Янка Купала, «Живе Беларусь!» И только когда я вернулся в Беларусь, на меня склали протокол, что я выкрикивал лозунг «Живе Беларусь!» 23 березня за этим местом. Некая комичная ситуация, когда нас копошатся милициянты, и они робят выгляд, что не ведают тех людей, которые выступали. Потому что Верят, это главное. в Беларуси карнавала. А если это карнавал, вельми небезпечный. Потому что будущее не идея. Ненавида будут наши нации. Тому тут питали, що треба робити. В этом питанні є два питання. Що треба робити опозиції і що треба робити нам всім людям. Перше. Вы ведаете, что после площади 10-го года оппозиция, короткий термин, была объединенная.
Мы тогда целком объединялись под двумя лозунгами и потребовали вызволения кандидатов в президенты и проведения новых выборов. После было 4,5 года. И то, что белорусская оппозиция не была объединенная, это была просто дурость. Теперь, когда нам погрожает агрессивная империя Путина, необъединенность белорусской оппозиции, это ее фашистство перед белорусской нацией. Який сьогодні проводить білоруська влада. Тому от ім'я рук лідер так невеликий. Рука за свободу. Короче, лидер частки оппозиции. Быть надо. Треба вирішити терміново до проведення виборчого фарса. Одразу застоять. Весь протест, все. Бачите, вот як слева. Люди за ним пойдут? Люди за ним входили в 10-м году. Головных питаний. Этих питаний есть только два сегодня. Перше, то є, чим більше запитів, і зараз і так об'єднано. Біографії людей, які пішли за Статкевичем. Що сталося з самим Статкевичем. Ясный сигнал всему свету. И другое, еще больше важное. По теме сегодняшнего мира. Смотрите, как в 90-х годах мы на улицах смогались за Беларусь. Один из основных лозунгов был вельми простый. Россия – это война. Теперь это разумеют все. Потому что могут глядеть на вины с Украины, могут уже глядеть на вины с Сирии. И дай Бог, чтобы такие новины пошли с нашей Беларуси. Бо наша нация и так вельми моцно расплатилась за две имперские войны. Мы до этого часу от этого не дошли и знести белорусской семьи, якая не мает ахвяров подчас перших двух империалистичной войны нам не треба. Третья, которая на наших фаджах развязывая этой маленький лысый без Москве, Путин, якого уже ездили главный свет вслед за харьковскими аматорами футбола, их называется просто и ясно. Путин хуйло. Шагов мусить зараз об'єднатися белорусская позиция, так? Это оборона незалежности и державности Беларуси от агрессивной России. Это наша реальность, и не только реальность, але и обовязок. И самое опошнее на эту тему. Других сказ, который мне не сподобался сегодняшним владом, я опынул в моем протоколе, был вельми простый лозунг «Слава героям». Бо натурально, коли я вернулся на свою родную белорусскую землю, я мусил выказать свою пошану, свою вдячность політв'язням, які змагались за Білорусь і в власних умовах в лукашенковських тюрмах. Тому ми мусимо подчас этого виборчого фарса, подчас этой невозможной практичной кампании дать четкий отказ, кто замес Александра Лукашенко. И оппозиция мусит иметь одного лидера, того человека, який своей мужностью, своей долей брался за Отказываете питания, которые может задать каждый школьник. Кто замес Лукашенко? Огульные отказы, что мы все разумные, что мы все лидеры, это правда. Але есть такая реальность в демократичных краинах. Коли обирают нового президента, то нават самая злостная позиция дає ему 100 дней надейности.
Давайте все разом дадим Миколаю Викторовичу гэты стадион, как его стратегия и тактика была нашей. Бо мы мусим быть одни. Вот только разом мы можем навести порядок в нашем доме. Это вельми важно. Бо Россия это не только война. Россия это бедность. Вот это и люди, которые бегают около меня. Яны довели до того, что белорусы зараз живут беднее всех в Европе, около Молдовы и Украины. Потому что вытискают опошние соки с белорусской нации. Потому что треба тримать всех вось гэтых халуев Путина. Бо абсолютно слушно сказал мой побратим Микола Автухович недавно в своем интервью. Влада живе себе и проводит свой выборчий фарс, как черговый раз быстро бы всех нас наколоть. А народ живе себе. Так не может быть. Бо влада это всего несколько процентов населения Беларуси. Причем нават гэтая влада по европейских мерках живе як звычайный рабочий некого дробного концерна в Европе. И за гэтые гроши нахабно знішаюць Беларусь, знішаюць нават нашу будучыню. Бо 11 кастрычніка будзе вырашацца не тое, што апошнія 4 разы пачатку вышыцца. Будзе вырашацца будучыня Беларусі. Таму мы мусім быць разам. Толькі мы, представники белорусской нации, можем оборонить нашу незалежность. В интернете вы можете поглядеть, кто кирует этими людьми. Там амаль что нема белорусов. Во всех кіраўніцтве силовых структурах, а все белорусы, которые туда трапили, обовязково, як и представники інших национальностей, прошли переподрыхтовку недавно в Москве, закончивши элитные высшие эдукации для кіраўніков силовых структуров России. Вы ведаете историю Украины и цудоўна разумеете, кому будут служить эти иллюзии. Тому, люди мои дорогие, одна надея только на вас, что вы не будете молчать. То, что вы не захочете быть рабами. То, что вы не дозволите нашу Беларусь снова загнать в феодализм. На жаль, мы вельми долго живем при этой владе. Мы дожились до того, что отбываются страшные подеи в свете. Запомните самое главное. Никто, окромя белорусов, не здольный вратовать нашу Украину. Вы здольны. Разом мы здольны это зробить. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! И самые опошние две ремарки, потому что и так вельми долго кажу, вот треба казать. На жаль, досить сильно працюють спецслужби режима Лукашенки. Яны працюють і по опозиції. И вы знаете, як много гора, як много несправедливости при сегодняшнем режиме. Потому что, коли нема права, коли грубо порушается закон, коли есть только право силы, мы бачим, что бачим. И часом отбываются страшные речи. Только на этом тыдне лидеры белорусской оппозиции Миколай Статкевич, Владимир Никляев, Анатолий Лебедько приняли заяву в оборону двух белорусских политвязнев, которых не смогли вызнать белорусские правоохранительные структуры, потому что их криминальные справы были инкриминованы спецслужбами. Это ведомые белорусские правооборонцы Андрей Бондаренко и Михаил Жемчужный. Давайте, люди добрые, разом обновим справедливость. Свободу Андрею Бондаренко! Свободу Михаилу Жемчужному! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу политвязню!
И самое опошнее и головное. То, про что я уже сказал в своей промове. Мы можем оборониться только тому, что мы нация. Так, сьогодні отрималося, що ми навіть говоримо на різних мовах, тому що нашу мову вивчали стагоддями. І на білоруській мові ви зараз в Білорусі не заробите навіть копійку. Так попрацювали окупанти. Сьогодні абсолютно не важно, білоруськомовний білорус, російськомовний білорус, чи який іншомовний білорус. Вся нация мусить быть одиная в борьбе со страшной российской имперской погрозой, якая несе на нашу мирную белорусскую землю войну и галейшу. Я хочу свой в этой игре лозунг, який найбільше белорусской нации. Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Великий вам дякую, что вы есть! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Браковали. Человечески это... Сколько заработок? Пробачьте, у вас сколько было? За тоже белорусского народа. Ну сколько? Давайте, это мое личное дело. Да? Я вас спрашиваю, с протоколом будете знакомиться? Я сказал нет, все. У вас ведь уже вам все заплатил, хлопцы. Он нормально одет, что вы хотите? Емоції до людей, які виконують свій курс. Ахмарів не було. Силчик посадил аппаратуру. А что кепское, это Силчик. Дорогие! Я не веду, зараз тут... Что, працює? А, так. Я просто хочу несколько слов сказать. Вот я у своих дов шел змагаться за мир, за спокой, супроть баз. И это, вы знаете, что на меня протокол, я не веду, что там написано, але ситуации в Женеве, это ганьба, ганьба просто. Ганьба! Ганьба! Один з найвибітних є Мостаков. А з этой ми строим молодых хлопцев, глядять на его як на ворога. Вы разумеете, что у нас отбывается сейчас? Это просто жах. Это ни в яких жахливых касках ни один народ не мог придумать, что зараз відбувається. Люди, які поставлені обороняти мир і спокій в цьому домі, приходять до тих, хто їх приходить обороняти, пишуть до їх протоколи і чекають ще, поки їх посадять, а там вони ще з нами розберуться. Розбиралися вже, розібралися. Казну штрафами надо выполнять, пустая. Шановні сябри, то, що відбувається з цієї бази і на цій площі, виник того, что у нашего народу забрали владу. Забрали выборы, забрали право обирать, выгонять, ставить новых керовников, начальников, министров, президентов. Забрали владу, забрали країну. Хіба, коли б влада була у народу, і він би допустив би, як білоруси співалися і вимирали, з'їжджали, і десь там працювали на інші країни? Ні! Конечно, ні. Хіба, коли б народа була влада, і він би довів до такої ситуації, що вже тут поділилися там русский мир, європейський, вже готові один другого хапати? Ні. Коли б у народу була влада, чи послав би народ цих хлопців, які виконують загад у погонах, составляти протокол на гонор нашої нації, на яке одного з самих лепших мостаків? Ні. Хіба народ дозволив би у свою хату, упустивши чужих військовців, які потягнуть за собою війну і гвалт? Головна проблема в тим, що у нас забрали владу. И ничего доброго тут не будет, и мы будем катиться вниз до обрыву. А потом з обрива, покуль ми не вернем эту владу народу. Зараз відбуваються нібито вибори, але там не вирішається питання влади для народу.
Звичайно, у день выборов хоть один из кандидатов звертался до нас и сказал: люди, будут фальсификации. Глядите, они уже набрали у комиссии только своих людей. Выходите на площадь, покрывайте меня. Давайте примусим их, не будем примусим их лишить бюллетени. Зараз ни один из этих нібито кандидатов не сказал такое. Я не гуляю як клоуна у цирку. Тому я не закликаю у вас выходить 11-го костричника, как боронить их и их негодов. 10-го завершается агитационная кампания. Не надо им чимось оборять вас. Хай не нас, але вас, які приходять на эти сходы. 10-го, у 17:00 запрошаю вас прийти на опошній виборчий сход сюди, на площу Свободи города Мінська. Коли нас збереться вельми мало, вельми шмат даруйте, і буде мало места, то перейдем на іншу пляцовку, тут недалеко я ведаю. И на этом месте давайте вырашим, як мы ставимся до этого фарсу. Ці нам 11-го голосовать чи ні. Проголосуем и вырашим. Так само давайте 10-го вирішимо, що ми будемо робити далі. Як ми будемо вертати свою владу собі, білоруському народу. Можливо, ми знайдемо чи пропонуємо некое рішення. А зараз я вельми вдячний всім вам, хто прийшов сюди, неглядячи на заполохування, неглядячи на те, що країна знаходиться під цим жудостим пресом, неглядячи на те, що вирішили зміни не тільки по горілці і самозабойствам, але ще по міліції, по спецслужбам. Ви прийшли сюди, ви наш город, ви заправні люди, ви маєте годність. Дякую вам! Покуль мы живые, Беларусь будет жить! Жива Русь! Жива Русь! Жива Русь! Я не ведаю, от вас я чую воклиши, и есть уже записки, как товарищи в форме с погонами назвали свои прозвища. Я называю, я Владимир Никляев, и он называет. Не шапайте ты, хлопцев. Вот я ему вручаю лист от народа. Коли ласка, товарищ капитан. Да, коли ласка. И он скинул, и он просто скинул эту паперку на землю. Это смерть для его. Значит, вы люди без прозвища, вот так выходит. Ладно, я не думаю, что им зараз солодко, и яны за солодой виконують эту службу, але що ж, есть можливість, у кожного за правди есть выбор. Нема виборів, але есть выбор. Робить чи не робить, чи заставатися чоловіком з сумлінням, чи хвірувати сумління в ділі служби дьяволу. Це кожен вирішує сам. Коли ласка, зараз тут є люди, які хочуть разом з нами помолитися за Білорусь. І за цих людей в погонах так само, і за їх дітей, за всіх нас. Я за їх безпеку тут так само відказую. Коли ласка, Федорина. Ой, Галина, перепрощаюся. Ось сюди. День добрый. Я сама дитя войны. Моя мама народилась у першую суследную, я в другую суследную. Я не памятую войну як таковую, но я памятую ту галечу послевоенную. Тут есть мои люди, які сябри, які так само дети войны, як той же Олесь Марочкин. Мы не хочем такого лесу нашим нащадкам. Не повинно мы быть ни щитом, ни мишенью. Нельга. Наша и так країна полита кровью, слезьми. В моем классе из 40 человек только у 5 были батьки. Вы хотите, как ваши внуки росли без батьков? Не хочуть, я не думаю. Просто не чуєте вас. Не чуєте. А, вы не чуете меня, да? А куда говорите? Не, ну просто так тихо. Я хочу... Чуете? Я хочу сказать вам, что мы зараз у тим рагу будет группа молиться за Беларусь. Але першим будем... Тут люди разных конфессий. И я вельми хочу, чтобы мы все разом, тройчы, помолились нашей самой головной молитвой, якую нам передала Лариса Гениуш. Боже, борони Беларусь. Коли ласка разом. Боже, борони Беларусь.
Боже, борони Беларусь! Боже, борони Беларусь! Дякую. І долучайтесь, там уже йде молитва. Пусть там уже звучить могутний Боже, наш національний гімн, долучайтеся до молитви. Я ще раз закликаю вас усіх 10 кастричника на заключний мітинг у рамках этой так званої виборчої кампанії за свободные и справедливые выборы. Приходьте и приводьте с собой усіх, хто розуміє, яка небезпека над нашою країною і хто готовий відстояти нашу незалежність і нашу державність. Дякую вам велике за те, що ви сьогодні тут. Дякую велике. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! І помолимося всі разом за нашу країну. И русская православная церковь, которая... Там вон молитва те наши люди. Вот они молятся уже на том конце. Можна ваш офіційний коментар? Скільки протоколу ви склали і на кого? Чому ви не хочете відказувати? Так, не мешайте мне работать. Сама акція скончена. Міліціянти ще чекають, каб, віддать, скласти протоколи на тих, кого яны яшчэ не описали. Фактично яны склали протоколы на усіх удзельнікаў акцыі, на усіх, хто выступаў з мікрафонам. Адзін з міліцыянтаў па прозвішчы Кухта. Відаць, ён галоўны, але... Маша, возьми! Маша, возьми! Маша, возьми! Возьми Славу туда к молитве. Славу до молитвы потащи. Маша, возьми! Все разом. Разом? Конечно, возьмем. Могло быть лучше, к сожалению. Наша правда, в ситуации не улучшила. Остаются выборы, фальсифицируются. А в это время, к сожалению, большому, в связи с событиями на Украине, Запад принял решение. Все, хлопець тогда. Ну, все, дякую. Господар Миколай, ну як ви оцінюєте виніки акції? Може бути, вам було видать, скільки людей прийшло? Бо мені от знизу не було видать. Ведається зверху, отсюда, я думаю, що людей було більше на минулій акції. Це було зауважено одразу, коли відкрили сквер, бо в цей самий час, як я прийшов до скверу 23, то там було людей, ну, кілька разів менше. Я думаю, що разів у 1,5-2 людей, можливо, було більше, наскільки це видно. Люди стоять вельми стиснуто, це можна якось полічити на площу акції, помножить на 2 квадратных метра, и вы будете иметь, потому что люди стоят вельми щільно. Ну, акція відбулася, ми затвердили свою позицію, ми виконали свій обов'язок, мабуть, і перед сьогоднішнім білоруським громадством, і перед будущим. Сподіваюся, що голос нас буде почутий, що білоруси зрозуміють, яку погрозу несе ця база. Як оцінюєте діяння міліції? Ну, я не маюсь, мабуть, прямого загаду до яких брутальних дій, вони спробували там превентивно арештувати, чи що, бо заклик до несанкціоновано, вже, кажуть, є підстава для цього. Уже це буде третє мені адміністративне спогнання, я не веду, які дальші дії будуть, наочно тут стоять, але, ну, люди виконують, це не міліція, вони виконують загад, все йде одного чоловіка, і я не став би, кажуть, на цих людей робити яких ранніх, я б не сопротив ранніх. Вони просто там, мабуть, медіа з уділом Лукашенки відбувалася зустріча, і він роздавав команди, що робити сьогодні, у тим випадку, і в цьому. Ви протокол підписували, брали копію? Ні, я відмовився розмовляти на цю тему. Раніше, там, як не замінали, давав паспорт, 2 рази, йдіть там, напишіть. Я не робив це в куточку, а зараз це нахабство, коли замінають, проводять, то я відмовився мати говорку з ними. Дякую великих. Это был Миколай Статкевич.
Польши и Великобритании. Никто для Швейцарии. Она ставится именно для того, чтобы здесь была мобильная российская военная сила для решения любых проблем, возникающих в Беларуси, в самой Беларуси. Да. Именно поэтому мы собрались. Серьезная угроза нашей независимости. Друзі, дякую вам. Все, побачимося 10-го. Дякую вам. Дякую вам, Микола. Дякую. Микола, мы вас провожаем день. Сейчас торжественное вручение протокола вам будет. Не думаю. Я думаю, что Никто их не Открывай. Я рад тебя видеть. Товариш капітане, ще невідомо, чим ще кончиться в будущем. Просто вам треба... Я вас фотографирую. Не добрі хлопці. І не будуть... Акція скончаная, і акцыя скончылася. Нават міліцыянты ўжо, якія да апошняга чакалі, каб скласці апошнія пратаколы на ўсіх удзельніках, а складалі пратаколы на тых, хто трымаў мікрафон і хто выступаў з гэтай імправізаванай трыбуны. Нават гэтыя міліцыянты сышлі. Яны не прадставіліся, не сказалі, колькі пратаколаў яны склалі, але паведамілі, што складаюць пратаколы за удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Наколькі я ведаю, большасць людзей, на якіх пратаколы склалі, адмовіліся іх падпісваць і адмовіліся браць копіі пратаколу. Цяпер людзі застаюцца яшчэ на плошчы. Не ведаю нават, наколькі ацаніць колькасць удзельнікаў. Я думаю, што чалавек 300 прысутнічае сёння. Можа быць, нават і больш, кажуць мне. Каля 500 чалавек, напэўна, тут ёсць. Людзі прыйшлі нават з самаробнымі адмысловымі плакатамі. Вот зараз мы запытаемся у маладога чалавека, што азначае ягоны плакат. То есть, насамрэч, гэта не мой, я просто взял сфотаграфавацца, таму я даю уладарніку. Ну, такі вельмі просто саркастычны, то бишь, як быццам хлеб солью сустракаецца, але насамрэч, то есть, гэта бомбы, то есть, тое, што можа Расія нам прынесці. Гэта не нейкія змены, не дэмакратычныя, не барацьба з карупцыяй, да, тое, што, тое, ну, пра што робяць свае там дзейнасць Еўрапейскі звяз і таксама Злучаныя Штаты Амерыкі. А Расія, што яна нам прапануе? Толькі рускі мір, духоўнасць, то есть нічога, што мы можам памацаць, паглядзець на рэальныя змены. Вось. Дзякую вялікі, пагаворым з аўтарам плаката. Добрый вечер, день. Что у вас за плакат, чему вы пришли менавіта з ім? Ну, потому что пикет сегодняшний посвящен тому, что мы не хотим, чтобы на нашей территории были иностранные военные базы. Мы хотим быть мирной страной. Нам не нужны базы. А Путин — это вообще человек, который пытается эту базу у нас установить. Дякую. Можете представиться, гэта Радио Свобода? Николай Козлов меня зовут. Дякую вялікі. Так, сапраўды, тут, калі я змагла ўжо выйсці з гэтай сцэны, вельмі шчыльна стаялі там журналісты каля удзельнікаў, каля тых, хто прамаўляў сёння. Ужо бачу, што людзей сапраўды шмат, гэта, відаць, і ёсць нейкія 500 чалавек. Вельмі шмат людзей са сцягамі, такі ўрачысты сапраўды мітынг атрымаўся. Вось спадарыня Ніна Багінская, чалавек сцяг. Спадарыня Ніна, чаму вы тут? Добре. Вот сустрэла тут шмат знаёмых, прыемна было. Але ж, ведаеце, мне сумна, такое ўражанне, што тут сабралась людзі з апазіцыі. А дзе народ? Дзе народ? Ситуация небяспечная. Калі Лукашенко за 2-3 миллиарда подпишет нам
установку тут базы, значит, это разворот задницей у Европу, тваром на усход. Это небяспечна. По-вашему, мало людей пришло? Мало. Я мерковала, с 4-го было столько ж, что придя больше. Шкода. Люди спять, ті не розуміють небезпечну ситуацію для нашої країни. Бо і навіть Лукашенко лясниця. У нас лясниця вся незалежність. Все, що Позняк зробив, коли військові бази були виведені з нашої території. Сябри, у мене вельми цікава фамілія. Страх. В недалеким минулым я морський офіцер. Мой тата штурмував Берлін. Він має нагороди, у тим ліку 2 ордени слави. Але сьогодні я тут, бо я вельми добре розумію, родиму потрібно боронити. І боронити від кого? Я добре ведаю, що улады советские и российские уштурхнули країну свою у 80 разных конфликтов у разных уголках земли. Сегодня они уже лезут на нашу землю. Я добре ведаю, коли бываешь там далеко у морях и океанах, то родное становится вельми дорогим. Родные тата и мама, родная мова, родная земля. Поэтому я тут и призываю вас не замежным войсковым базам, хай лепей розпашуть свої заросшие бур'яном поля в Росії. Чого вони лезуть у чужі країни? Живе Беларусь! Да, ужас, какая нищета России. Капитан, а вы за российские базы Коли ми убираете? хочемо жити Капитан, скажите, на заправди своєї, не подарованной, а Богом даденной нам землі, мы повинны ее отстаивать. И отстаивать все то, что сдобытое нашими предками, скажите, воевали за эту землю не одно століття. Уже чего-чего, а крови Беларуси, а крови Беларуси попили в городе з усіх боков. И уже чего-чего, а белорусы крови напились. Мы больше этого не хотим. Мы хотим одного. Покиньте нас у спокої. Покиньте нам можливість жити на білоруській землі білорусами, тими людьми, які завжди можуть дати будь-який відпор любому ворогу, але самі перші ні на кого не нападали і не збираються нападати. Я кажу, що ми повинні прийняти резолюцію нашого сходу, як не керувати його від ім'я білоруського народу у Раду, який сьогодні мовчить, як води у рот набравши, нібито нічого не відбувається, нібито нічого нам не погрожає. Тільки пусть вибраться, призначаться знову начальники і жити, припіваючи так, як вони зараз живуть далі. Але так не буде. Ми повинні змусити їх приймати ті рішення, які на вигоду нам з вами, людям, громадянам цієї Білорусі, а не тим, хто без ніяких виборів, бо сьогоднішні вибори – це ніякі не вибори, призначає себе керівником і йде молитися не з народом, а у храм з невідомо якими понаїхавшими людьми. Постанова Народного сходу за мирную нейтральную Беларусь. Керівництво Російської Федерації заявило свої наміри розмістити на території Білорусі свою воєнну базу. Заява зроблена в однобоковому порядку, без уліку волі і жадання білоруського народу. Размещение российской военной базы суперечит Конституции Республики Беларусь, погрожая нашей незалежности, утягивая Беларусь у сопротивления с соседями в Европе, перетворяя нашу Украину в плацдарм войны, робить ее военной мишенью, ставить под погрозу само життя белорусов. Удельники Народного сходу
за мирную, нейтральную Беларусь заявляют не любым чужим военным базам у нашей краине. Потребуем эту Раду Республики Беларусь виконати народную волю и не подписывать домову об размещении на нашей территории российской военной базы, принято на Народном сходе на пляце Воли у Минску 4 кострычника 2015 года. Кто за только принять эту постанову? Прошу снять руки и выкрикнуть «Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Военным базам нет! Военным базам. Военным базам нет! Чужим Военным базам нет! Базам нет! Чужим военным 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 базам. Поважанные белорусы, поважанные громадяне. Для того, щоб супротстоять усім погрозам шталту той, яка возникла сьогодні, нам необходимо єднатися. Нам необходимо скластися, злитися, зістися в одну силу. Я хочу пропонувати вам стати удельниками установчого сходу руху, народного руху за державность и незалежность Беларуси. Вас гэтага руху за державность и незалежность Беларуси. Мы просто мусим делиться в одну силу, об этому супротстоять. Дозвольте ваши воплески и вопліші ура лічить з гэтай згодай і з гэтага моменту лічить, что мы проводим установчий, все разом с вами, установчий сход руху за державность и незалежность Беларуси. По регламентам мы повинны сделать наступное. Инструкции неразборчивы. Бачиш, як написано? У нас импровизованная трибуна. Кто и про кого ты подумал? Неужели? По регламенту мы повинны принять статут нашего руху. Ён ёстика у сродках массовой информации. Коли некому не удалось его прочитать, тут есть наши волонтеры, они ходят. Вот те люди, которые подходят до вас и просят вас записаться у рух за державность и незалежность, это наши люди, вы спокойно не бойтесь и подписывайтесь. Этим самым вы становитесь сябрами руху за державность и незалежность. Основа статуту – это змагання за нашу державность и нашу незалежность, урешті-решт змагання за нашу белорусскую землю. Ось основа накірунку діяльності руху. Коли ви, давайте приймем этот статут за основу. Кто за то, как принять за основу статут руху за незалежность и державность Беларуси, прошу голосовать. Каким образом? Вот, я взяла с собой Конституцию. Давайте я немножко сейчас Ну так другим бы делом бы занимались. Вот этот, Вы можете сказать, у чым вы обвинавачиваете гэтых людей, чаму склали протоколы, что им погрожает? конкретно учим. Нарушение административного законодательства. А якого артикула? Статья 23.34. И что им погрожает? Санкции статьи 23.34 можете посмотреть и увидеть, что угрожает.
Административный штраф. А на кого складен протокол? А вы кто? Журналистка «Радио Свобода», вы в прямом Вы эфире. можете сделать запрос официальный от вашей организации и узнать в отношении кого составлен протокол. Порушення, можете задати таке питання, він вам подасть у базі, хто я. Лукашенко задайте питання, чому він порушує Конституцію. Руку задержав нашу незалежність. Обрать наступних людей. Дмитрий Виноградов, координатор Полинской области. Иван Жега, координатор Пограденской области. Виктор Рубцов, координатор по Гомельской области. Александр Вашингтон со мной, координатор по Брест-Российской области. Иосиф Бурко, координатор по городе Минску. Письменника Владимира Орлова. Мостака Олеся Марочкина. Вот он тут пришел с плакатом «Не военным базам». Алексей, где ты там и твой плакат с самолетом этим страшным черным? Алексей! Тим же, хто заявляє про те, що нам не треба організовувати воєнну силу, що, мовляв, це нічого не дає, хочу сказати вот що. Коли думати так, коли дійничати так, коли копати на городі тільки свою бульбу, то так ми і будемо жити, нібито незалежне, нібито вольне, а насамреч во всім цілком залежне і во всім цілком невольне. Хто за то, як побрати названих людей у Раду за державності незалежної Білорусі, прошу проголосувати. Лес рук, нікого супроть. Дякую вам. Это кто? Якому? Выйдите сюда. Выйдите сюда. Нехай кричить. Обоснуйте. Выйдите сюда, глянем на вас. Давайте мы не будем слухать провокаторов, мы их наслухалися. Нет, Олесь, слухайте, я, вот коли вы хотите послухать этой песни, идите до телевизоров белорусских и там наслухайте. Вы хотите нечто сказать, Кайласка? Да, я хочу выслушать этого человека. Он имеет право, как и вы говорите. Подойдите к нему и выслушайте. Чего вы лезете сюда? Вон он стоит. Этот человек каже одно, что нам не треба об'єднуватися, без этого ничего не будет. Вот что каже этот человек. Вы хотите это слухать, Кайласка, слухайте. Слово... Пьяный, по-моему. Он пьяный. Слово координатору руху по Беросейской области Александру Меху. Вітаю усіх, хто тут зібрався. Я поспробую зараз відказати на всі питання. На всі питання і на питання ваші. Ви заважили, яким чином ми отримали інформацію про те, що у нас будуть військові бази. Не заважили, а ось це саме основне. Нам по телебаченню заявили, що господар Путін дав загад господару Медведєву організувати тут авіаційні бази. Хто нас запитав? Ніхто. Наш народ, нашу націю, нас ніхто не запитав. Вони не запитали, щоб вони порушають нашу Конституцію. Нічого. І ось таким чином ми довідалися об тим, що тут у нас буде з'являтися база. Причому та офіційна влада, що є, нічого ні супроть, ні за поки що не каже. Чому вони терпять такі заяви? Ці є уже згода, певно, ця згода є, коли вже призначена дата, коли буде ця база тут існувати. Одразу хочу вам напомнить историю и военную стратегию России. Это война на чужих территориях. Это война на белорусских территориях. Это война на украинских территориях. Мы мирные люди. Мы ніколи ні з ким не хочем воевать. Нам кажуть, эти базы повинны нас оборонять от неких террористов. Скажите, коли ласка, які страны вокруг нас є терористичними? Це наші страни-сябри, це наші брати, з якими ми завсюди жили у мирі. І хтось хоче нас посварити. Посварити поки що этой маленькой базой. Але ж це перша база. За этой базой йдуть інші бази. Треба сказати інше, що у нас вже є інформаційна база. Це російське телебачення.
У нас есть церковная база, это российская церква, який вельми моцно впливає на нас, на наш народ. Ми забилися, що ми є білоруси, що ми є народ. Я сьогодні звертаюся до кожного з вас, до ваших батьків, до ваших синов, щоб ви вспомнили, що ми народ, у нас є країна, і треба берегти свою незалежність і мир у нашій хаті. Дякую за увагу. Шановні сябры, 5 годов у центрі Мінску не було можливості зібратися людям і виказати думку альтернативну гэтай владі. Нарешті ми почали збиратися. Целые годы люди не могли собраться и створить организации, які налічили потребные, бо им не давали такой можливости. Сегодня тут створається одна з вельми потребних організацій для нашої країни. Тому що коли держава не боронить незалежність, коли влада не боронить незалежність, то эту незалежність повинні боронити самі люди. Я усіляк підтримую створення цієї організації і заявляю об її долученні до її, до цієї організації шереговим сябрам. Але я думаю, потрібні і інші організації. Потрібно, щоб ми боронили своє право на нормальну працю, на нормальний заробок, на нормальну владу, на нормальну білоруську культуру. Це право у нас забрали, бо у нас забрали владу. 21 год назад человек, якому белорусский народ доверил владу, подманул нас. И он украл доверенную ему на 5 годов владу. И зараз ничего не будет доброго, коли мы не объединаемся и не заберем эту владу назад. Зараз створається одна з потрібних організацій. Є шмат других потрібних. Але я сподіваюся, що ми усі разом, і гэты рух, і інші організації, створимо моцне, всеагульне об'єднання, метою якого вернуть владу білоруському народу. А зараз я пропоную завершити формування гэтай необхідної, важной белорусской организации и брать ее керівником выбитого человека, особу с великой литеры, поэта, письменника, громадского деятеля, безусловного политика Владимира прошу Никляева. вас написать протокол на той мове, якой мы повинны ведать все. Потому что как наша белорусская мова. Нет. Прошу поднять руки. Что нет? У нас есть мова, якую повинны ведать усе духовні люди. Это белорусская. Размовлять мы с вами можем на розных. И административные документы заполнять тоже можно на 2 языках. Заповняться на 2. Збирається організація, там створається протокол, по яким будуть нас садити. Цікаве життя у нас, білоруси, коли воно тільки невідомо скончиться. Дякую вам за довір. Я сподіваюся, що всі люди, які тут зібралися, прийняли рішення одне.